Итак, сегодня концентрация шейхов снова зашкаливает у нас. Да? Светлые головы нашей республики, собрались возле круглого стола. Мы рады этому. И мы стараемся так радоваться раз в месяц на разные темы, наболевшие у нас. Да? А сегодня тема – это торговля. Сегодня тема отношения между мусульманами. Это заключение договоров, это какие-то сделки и так далее. И сегодня, помимо ваших дорогих и любимых хазратов, сегодня у нас в гостях это Булат Хазрат. Да? Мы всегда его тут с большим нетерпением и любовью ждем. Булат Хазрат Мулюков. Поэтому интересным, конечно, обещается сегодняшний вечер. У каждого, будет время на выступление. За это время вы сможете сами для себя какие-то, может быть, вопросы найти. Здесь есть бумажечки, ручки. То есть, соблюдая порядок, поэтому пишите, и на какие-то вопросы, возможно, будут ответы. Но, как правило, хазраты уже на многие вопросы уже готовят ответы, поэтому постараемся до Иша управиться, да, иншаллах. Поэтому драгоценное время шейхов терять не будем. И я передаю слово модератору сегодняшнего вечера, это Салимджан Хазрат. Бисмилля, альхамдулилля, салату вассаляму аля расулиллях, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валя. Амма ба'д, саляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракату. Еще раз после приветствия Салих Хазрата хочу вас опять поприветствовать на нашем вечере, мероприятии, круглый стол. Как вы поняли из афиши, сегодня у нас тема называется, тема круглого стола, это «Покупай и продавай по исламу». То есть делай свои торговые взаимоотношения в соответствии с исламом. И не противоречь ни законам Аллаха, ни предписаниям пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И ни для кого не секрет, на сегодняшний день, альхамдулилля, мы знаем, как правильно омовение брать. Мы все прекрасно можем друг с другом поспорить, как правильнее намаз прочитать. Но, к сожалению, у нас до сих пор среди нас наиболее конфликтные ситуации возникают именно в сфере денег. К сожалению, это очень часто происходит. Мы либо долги не можем правильно вернуть, мы либо, допустим, вместе срабатываемся, а потом получается то, что мы расходимся и не можем поделить правильно наши инвестиции в это дело и так далее. И поэтому, чувствуя эту актуальность этой темы, чувствуя то, что тема денег очень щепетильна, и чувствуя то, что иногда человек, он может быть хорошим, улыбчивым, добрым, но как только вопрос касается денег, он сразу почему-то становится каким-то хмурым, злым, да, у него руки сразу в кулак сжимаются почему-то, да, Поэтому, чтобы этого всего не было, чтобы у нас между нами вопрос денег не возникал в виде конфликта, мы решили сегодня попытаться ответить на несколько вопросов. Конечно же, всю тему торговли мы сегодня объять не сможем. Вы должны понимать, да, то, что это реально, это неосуществимо, потому что у ученых большие-большие труды, которые все это в себя включают. Поэтому мы сегодня будем затрагивать определенные темы, и если мы не сможем ответить или затронуть все те вопросы, которые были для вас актуальны, которые были для вас важными, мы, конечно же, заранее просим извинения. Инша Аллах, в дальнейшем будущем мы постараемся как можно больше взять эти темы. И поэтому у нас сегодня, как Салих Хазрат сказал, выступают Райхан Хазрат первым, да, вторым выступаю я, Салимджан Хазрат, третьим у нас будет Фаниль Хазрат, и четвертым, как говорится, на закуску, на самый смак у нас останется Булат Хазрат, и большую часть времени говорить будет он, инша Аллах. И, соответственно, вопросы тоже можете задавать после каждого выступления Хазрата. Ручки и бумажки, все это есть, поэтому не стесняйтесь. Инша Аллах, давайте вместе
преодолеем вот эти вот сложности, вот эту вот неизведанную область в сфере исламских финансов, в сфере денег. И поэтому первым делом я передаю микрофон Райхан Хазрату, где он будет вам рассказывать уже то, что он приготовил. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Каждое действие начинается всегда с основ, поэтому следует упомянуть некоторые основы в любой сделке шариатской, исламской, и некоторые вещи, которые приводят к недействительности этой сделки, то есть неправильности. Некоторые вещи мы помянем так вкратце, так как они так более-менее понятны. Некоторые вещи, о некоторых скажем поподробнее. У каждого акда, каждой сделки есть свои основы, рукны, арканы, называемые фарзы этих действий. То есть и ученые в книгах приводят, что обязательным является, что называется, ас-сига, то есть именно слова или формула, как это выражается. Обычно говорится иджаб аль-кабуль, когда две стороны, они согласуют свою сделку именно в основе на словах. В основе на словах, хотя слова не всегда являются обязательными. К примеру, покупая что-либо, скажем, в Эстоне или в ленте, вы не говорите продавцу: ты продала, так это я покупаю у тебя. Там уже понятно, товар есть, цена есть, все довольны, все согласны, поэтому там можно и без слов. Пришел, поставил на ленту, она пробила, сказал сумму, отдал деньги и ушел. Потому что ты уже выбрал товар до этого, а если уже какой-то будет торговля там, между вами, между собой, там уже обязательно, чтобы присутствовали слова там, которые указывают на то, что вы согласны покупать и продавать там, определенную вещь по определенной цене, там, с определенными условиями. Это является обязательным в торговле, скажем, там, в отличие от разных форм, как это происходит. Также является основой то, что присутствует. То есть те, кто заключает сделку, то есть два человека обычно, может и больше быть иногда, чтобы эти люди были дееспособными, то есть они имели право что-то продавать или покупать, чтобы у них было на это право, и чтобы не было препятствий для их сделки, потому что если уж какой-нибудь ребенок продавать, что-то большое, да, и дорогое, то понятно, что сделка будет недействительная. То есть и подобные вещи, эти вещи, я думаю, что понятны, то есть более-менее. Больше проблем возникают с объектом сделки, то есть да, то, что продается, то, что покупается. Вот в этом чаще всего могут быть проблемы, так как то есть объект сделки, то есть или товар какой-либо, какая-либо вещь продавая, покупаемая, или же услуга, так, потому что не всегда же вещь мы иногда там аренда, то есть или там какая-то работа, услуга, это тоже то, что оплачивается деньгами, тоже является объектом сделки, поэтому необходимо, чтобы то, что человек, скажем, продает, чтобы он этой вещью владел, это была ее собственность личная, или же то, что ему дозволено продавать, скажем, хозяин дал ему разрешение, он является его представителем, продает вместо него этот товар, потому что продавать то, чем человек не владеет вообще, это посланник Аллаха ﷺ запрещал. Нужно быть хозяином или же, скажем, полномочным лицом для того, чтобы это продавать. Также необходимо, чтобы эта вещь была известна, так как многие проблемы возникают из-за того, что люди не точно оговаривают там, свои желания или не точно выражают свои мысли, и
Поэтому человек, заключая сделку, может, скажем, не знает, да, скажем, возможно, не знают, или же, скажем, товар, там его, какой он, этот товар, его вид, там его описание, и там все там какие-то подробности, которые именно влияют на цену. Или люди, скажем, не знают иногда и саму стоимость, то есть стоимость не оговаривается, а все это приводит чаще всего к проблемам, так как если ты продаешь вещь и, скажем, будет названа цена, но не названы, скажем, конкретные характеристики вещи, конкретное описание, то в результате появится, то есть, недовольство или споры между людьми. Поэтому ислам поставил условиями все, то есть вещи, которые не должны привести к разногласию. То есть, чтобы все было четко, ясно, конкретно, то есть понятно и все известно. Потому что если есть неизвестность, что называется джахаля, в чем-либо, которая приводит потом к спорам и к ругани, и, скажем, выяснение отношений между людьми, эта вещь является, скажем, запрещенной, и она приводит к действительной сделке. Или же, к примеру, рядом с неизвестностью есть другая вещь, которую Пророк Мухаммад запрещал, это называется аль-гарар, то есть неопределенность. То есть они, в принципе, там где-то рядом ходят всегда. Неопределенность, неизвестность вещи. И, то есть все, что неизвестно, все, что не определено, во всем, где это есть риск, что эта вещь будет или не будет, или же неясно, это все приводит к запрещенности сделки, то есть ее недействительности, и приводит, естественно, к проблемам между нами самими, между людьми, потому что это что-то мы не знаем, что-то не оговорили, что-то не увидели, не уточнили, что-то не рассказали, не договорили, то, естественно, человек будет недоволен, потому что он или заплатил за вещь, которая заплатил больше денег, за вещь, которая стоит меньше сумму, или же он ждал одного, а ему появилась совсем другая вещь, оказалась у него в руках, он представил себе одну вещь, а ему дали другую вещь, за, может, те самые деньги, поэтому человек будет недовольным. Поэтому вот это вот важная вещь. Важная вещь, человек, когда покупатель или продает, любая услуга, то человек должен максимально все оговорить. Все, скажем, самые основные вещи. Стоимость, понятно, да, цена этой вещи, она должна быть точно известна. Это товар, человек должен его или же увидеть собственными глазами, прежде чем купить, потрогать, скажем, да, повертеть в руках, узнать его, или же по описанию, потому что на момент сделки наличие товара, скажем, перед вами не является условием. Так как если ты товар видел до этого, и потом уже в другом месте договариваешься о покупке, ты же видел его, если он там остался на своем месте, то есть не изменился, не поменялся, то он тот самый же. Поэтому здесь, скажем, описание товара, или же то, что ты его раньше видел, или тебе описали его подробно, целиком, и ты, когда покупаешь, ты получаешь то, что тебе описали, полностью соответствует, вот тогда это будет правильным. Поэтому вот эти вещи, то есть известность, чтобы все было известно, чтобы ничего не было неопределенного, чтобы не было каких-то рисков, непонятностей, все это нужно избегать, и вот все условия, которые есть, связанные именно с объектом сделки, они приводятся к этому, чтобы человек был хозяином вещи, чтобы, скажем, этот товар, вещь была, то есть, имела цену по исламу, потому что по исламу не все вещи можно продавать, покупать, некоторые вещи запрещено использовать как товар, то есть они не являются товаром вообще, то есть за них деньги платить будет неправильно по исламу, или же чтобы человек мог передать товар, потому что, скажем, если товар имеется, если человек, скажем, может его передать, значит, что он может продавать его. Если его передать невозможно вообще никогда, невозможно получить этот товар, то ты его не можешь продавать его никак, потому что там, человек не сможет его передать, и поэтому, скажем, определенный срок, оговоренный срок он не сможет передать. Вещь, которую он договорился человек продать, опять появятся проблемы между людьми. Тогда, чтобы товар, скажем, присутствовал, то есть имел место в этом мире. То есть не присутствовал именно перед вами, а именно, то есть он должен быть, появиться. Хотя бы, скажем, если даже его сейчас нету, но, скажем, на момент, скажем, срок договора, когда придет, он там появится, скажем, его появление его возможно вообще, потому что, к примеру, мы заказываем какой-то шкаф, так ведь? Его же нет, в момент сделки нет шкафа.
Но его сделать возможно. Поэтому договориться возможно, что тебе изготовят какой-то шкаф. Или, скажем, то, что вы сами разрешаете, к примеру, продавать урожай заранее. То есть ты же купил урожай весной, который ты получишь осенью. Урожай же, скажем, его сажают, значит, получается, такую вещь, она в мире существует. И даже, когда у тебя не уродится, ты можешь купить в другом месте, найти. И можешь предоставить в момент передачи сделки. Поэтому все, что, скажем, невозможно получить никогда в жизни, продавать невозможно. Все, что получить возможно, но там есть свои жесткие условия определенные. Поэтому не просто так все. И поэтому перед заключением любой сделки, то есть нужно, скажем, если не знаешь, то нужно, скажем, посоветоваться, поинтересоваться, скажем, вот это такая сделка возможна, невозможна. Дозволено, недозволено исламом. Скажем, они наоборот у нас обычно сделку заключают, покупать продают, потом спорят, ругаются и приходят к нам. Чтобы мы разобрались, что там было не так, да? Чтобы мы там потом уже разрулили ситуацию между людьми. Поэтому нужно делать все заранее. И поэтому, если будет, скажем, максимально прозрачно все, то потом проблем будет меньше. Если будет, скажем, какие-то будут вещи скрываться человеком, тогда, получается, человек что-то скрывает. Если скрывает, значит, что-то не то. Если что-то не то, значит, получается, там последствия могут появиться у человека проблемы. Поэтому, я говорю, что все возвращается именно, скажем, то есть неизвестности или же гарар, то есть неопределенности, как переводят его, или как к риску, потому что приводится в сборнике Бухари и Муслима хадис, что Мухаммад запретил гарар, неопределенность в сделках. Но в сунне не приводится конкретного, то есть ограничения. То есть, конечно, много видов сделок, которые Мухаммад запретил, потому что все они там были как раз основаны на определенности, потому что там разные виды торговых сделок, которые, в принципе, в наше время присутствуют, да, в таком же виде. Но всякие там разные, там, кинул камешек, куда попал камешек, какую вещь, покупаешь за определенную цену. Потому что не знаешь же, на что попадет. Там товар разной цены, к примеру, кидаешь камешек, попало куда-то случайно. То есть цена поставлена, там получаешь случайный товар. Возможно, он дороже, дешевле этой суммы, которая оговорена. И вот такие подобные вещи, они у арабов присутствовали, и Пророк Мухаммад их запретил, поэтому, скажем, неопределенность, она, в принципе, везде присутствует, любой вещи. Когда человек покупает, скажем, любую вещь, да, ты не знаешь 100% о ней этой вещи. То есть она будет работать, не будет работать она. Поэтому неопределенность, если она, как говорят ученые, большая, то есть значительная, то есть слишком ее много, тогда сделка будет неправильная, когда там уже ничего не известно, когда там почти ничего не определенно, тогда получается уже изначально эта сделка будет она неправильная. Поэтому, к примеру, то, что Пророк Мухаммад запрещал, это, скажем, продавать, скажем, плоды, скажем, до поспевания. Стоит яблоня, скажем, в мае зацвела она, взял ты и продал яблоки этой яблони. Сейчас же нет яблок, они будут, не будут, неизвестно так, потом вдруг вообще нет яблок не будет в этом году. Здесь получается уже неопределенность большая, огромная, то есть неизвестность большая. Такая сделка, она изначально запрещена, кроме, конечно, некоторых там условий, да, которые возможны в другом виде сделки, оговоренными. Поэтому это является, скажем, большая неизвестность. Или, к примеру, скажем, это большое, то есть точно, да, скажем, есть малая неизвестность, потому что, скажем, мы все покупаем же вещи. Там же есть какие-то дефекты, браки небольшие, да, скажем, или вещи, которые увидеть невозможно. Ты покупаешь механизм, ты не знаешь, что внутри находится. В принципе, он рабочий вроде бы, да, но, скажем, непонятно, там, что внутри есть. Даже покупая молоко, скажем, в магазине, да, в бутылке так, там, или покупая какой-то там арбуз, да, на базаре, ты не знаешь, что там внутри у него будет. Но, скажем, когда вещь такая маленькая, то есть, или вещь, которую проверить невозможно, например, покупаешь дом, там фундамент. Ты смотришь фундамент, не проверишь же, какой он у дома. Поэтому эти вещи, они, скажем, люди же на эту вещь внимание обращают. Значит, эта вещь, скажем, она, скажем, на сделку влияния не имеет. Ты, пожалуйста, можешь покупать, продавать такие вещи, потому что она таких, то есть в мире, скажем, от неопределенности избавиться невозможно, абсолютно полностью. И есть, скажем, ученые делят там большая неопределенность, маленькая неопределенность, то есть большая, слишком много, да, неопределенности, неизвестности, то это сделка недействительна. Когда мало, это, когда на нее внимание обращается. И делят на среднюю, которая там между большой и маленькой, и когда там здесь, средняя неопределенность, которую также говорят то, что эта неопределенность, она, скажем, в принципе, не так сильно влияет на
действительность сделок. Поэтому это вот в товаре все должно быть точно, как говорится, в цене должно быть все точно, конкретно. Поэтому если, скажем, есть продажа, скажем, наличными в рассрочку, то нужно говорить точно, что, какой из двух. Если покупатель тебе предлагает товар, скажем, наличными за 10 тысяч, рассрочку за 15 тысяч, и он сказал, ты ушел, и ничего точно не сказали, какой из этих видов вы выбрали, значит, остался неопределенным, значит, эта сделка не заключена. Потому что он предложил, ты должен выбрать один из вариантов. И до того, как вы разошлись, с места заключения сделки, нужно, чтобы какой-то один вариант выбрали. Если ни один из вариантов не выбран, то получается, эта сделка, она недействительна. То есть не было сделки, она не заключена. Поэтому потом приходить там и что-то качать права и так далее, то есть будет бесполезно, потому что изначально не было покупки-продажи, так как она не состоялась. И если не состоялась, поэтому то есть неопределенность большая в цене. Поэтому необходимо, чтобы каждый раз, то есть в каждой сделке, в большой, маленькой, то есть, чтобы все было то есть, известно, точно, конкретно, то есть прозрачно. То есть какие-то вопросы есть, то, что может повлиять потом на, скажем, взаимоотношения, или то, что может потом, скажем, привести к спору, к ругани и так далее, лучше сразу там, изначально все эти вещи их оговаривать. То есть не нужно стесняться задать вопросы, не нужно стесняться там, расспрашивать, узнавать точно, что, как и есть, да, эти вещи. Ну, уж, если же возникает непонимание, то уж обратиться к тем, кто может помочь. Потому что если есть такой договор составления, там, оговаривание каких-то условий, чтобы они все были правильными, потому что бывало не раз приходит с договором, он изначально неправильный, и потом вышли споры, а теперь нужно что-то сделать, да, чтобы его сделать правильным. А он изначально был неправильным, потому что то есть мы сделать так, как нам охота, да, как мы привыкли делать, не как по исламу необходимо, а как, скажем, принято, может, у нас, или как нам нравится, или как, скажем, нам выгодно. И получается потом получается, что выходят споры. Понятно, что там, где деньги, всегда споры есть. Там, где товар и так далее, всегда, то есть, скажем, всем угодить невозможно, но то есть, каждый мусульманин в любом виде деятельности, то есть в любой виде продажи, скажем, любой там виде там, торговый там, деятельность или бизнес, то есть неважно, там маленький договор или большой договор, необходимо, чтобы человек старался вот эти все условия соблюдать, чтобы их выполнять, и тогда, иншаллах, Аллах Та'аля даст баракат и даст меньше проблем нам самим же в наших с вами сделках. Это вот то, что, скажем, коротко сказать вам о, скажем, основах, да, таких небольших основах в сделках. Это вкратце. Джазакум Аллаху хайран, баракаллаху фикум. Джазакаллаху хайран. Джазакаллаху хайран, Райхан Хазрат. Он как бы нас уже ввел, да, вот в понятие торговли. И поэтому, к сожалению, да, как я сказал, Райхан Хазрат, вот как только вопрос иногда касается денег, почему-то человек сразу как бы изменяется. Вот это вот, наверное, скорее всего, причина того, что деньги у него лежат не в кармане, а деньги у него лежат в сердце, да. Поэтому, вот даже вот один брат рассказывал, говорит, когда поехал в другой регион, говорит, взаимодействовать, по торговле, говорит, обычный, нормальный, говорит, братья, говорит, как бы все нормально, все делаем. Как только, говорит, вопрос, говорит, встал насчет денег, говорит, изменили сразу, говорит, волками, говорит, сразу стали. И поэтому вот это вот, к сожалению, у нас есть такая болезнь, есть такая проблема у мусульман, и поэтому мы сами должны в себе искоренять вот эту вот болезнь, да. Мы должны стараться первым делом, конечно же, идти к милости Аллаха, к Его прощению, да, и сторониться того, что гневит Аллаха. И поэтому, как сподвижники были, да, среди них тоже некоторые богатые были, но они отличались тем, что их имущество, их богатство, оно не было в их сердцах.
оно не было в их сердцах, и поэтому среди них не было таких негативных проявлений, которые есть, к сожалению, сейчас. Сейчас слово предоставляется мне, да, я буду выступать. Я сегодня на этом круглом столе хотел бы рассказать про проявления риба, то есть в торговле. Когда вопросы касаются торговых сделок, взаимоотношений, некоторые вещи являются запретными. То есть ваша торговля, ваша сделка должна не включать, должна обойти стороной, должна остерегаться определенных запретных вещей, среди которых является, конечно же, риба. Риба на русском языке означает или переводится как лихва, лихаимство, надбавок, излишек. И поэтому много переводов на русский язык, но чтобы всем было понятно, я буду называть это риба. И когда ученые говорят про риба, они говорят, что риба в целом в арабском языке означает увеличение, прирост. Да? То, что что-то увеличивается, что-то прирастает. Но когда мы говорим о шариатском значении этого термина, мы подразумеваем то, что когда риба означает недозволенный шариатом способ прироста определенных денег или же определенных товаров. Да? И поэтому, или же увеличение самого количества товара, либо сроков. И поэтому риба, как мы все знаем, и для кого это не секрет, да, то, что является одним из больших грехов, риба является одним из страшных дел, которые в судный день обернутся против человека погибелью. И Аллах Субханаху ва Тааля относительно риба говорит в следующих аятах, например, в суре Бакара, 275 аят, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аллазина якулуна риба, ла якумуна илля кама якуму, аллази ятахаббатуху шайтану миналь мас». Где Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что те, кто пожирают риба, которые питаются риба, они, говорит, восстанут или же воскреснут, как будто те, которых восстанут, как будто маджнуны, да, которым прикоснулся шайтан. Когда мы видим человека, который является маджнуном, да, который потерял свой рассудок, он не знает, что он делает, он, допустим, какие-то странные движения делает. И как говорят ученые муфассиры, то в судный день этот человек, который пожирал риба, он восстанет из своей могилы, подобно этому маджнуну. Другие же муфассиры говорят, что говорит, его живот будет тяжелым, набитым. И он, говорит, будет пытаться встать, пытаться идти, но его живот будет тянуть его к земле, и он будет постоянно падать, постоянно будет спотыкаться. Все почему? Потому что в этом мире он не сторонился запретного риба. Он не сторонился запретных денег. И любым способом, и в том числе через риба, он все пытался увеличить свою прибыль, свои деньги, свое имущество, свое состояние. И поэтому, как сказал Аллах Субханаху ва Тааля, что они в судный день воскреснут, как будто к ним прикоснулся шайтан, как будто маджнуны, как будто такие полоумные люди. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля также продолжает говорить: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ». Аллах Субханаху ва Тааля говорит, это потому, что они говорили, риба подобно торговле. Ты покупаешь товар, перепродаешь его подороже, получил прибыль. Я точно так же даю деньги кому-то в долг, он мне возвращает побольше, я получаю прибыль. Но это были отговорки мушриков. Это были отговорки тех, которые не хотели соглашаться с тем, что риба запретна. Но Аллах Субханаху ва Тааля этим аятом запретил риба и сказал: но Аллах дозволил торговлю и запретил риба. И поэтому, если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дела останутся в распоряжении. То есть основной капитал останется у него. Однако, кто вернется к этому, то он станет обитателями огня, в котором они будут вечно. И поэтому этим аятом Аллах Субханаху ва Тааля устрашает тех, которые пожирают риба, то, что они, возможно, будут мучиться навечно в судный день. Также в другом аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Где Аллах Субханаху ва Тааля говорит, если, говорит, они
что сделают, если они не остановятся и будут продолжать это делать, то объяви им войну от Аллаха и его посланника. И вот ученые, когда говорят про этот аят, нет, говорит, ни одного большого греха, где бы Аллах объявил войну. Да, Аллах за некоторые грехи дает наказание там и так далее, но про риба Аллах субхану ва тааля и его посланник объявляют войну. И поэтому это очень большое и очень сильное устрашение для тех, кто не страшится риба. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, про риба говорил следующие аяты, и которые на самом деле, они к печали нашей, да, очень сильно проявлены в нашей жизни. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, в хадисе говорится, «Ля'ана Расулуллахи акиля риба, ва мукилаху, ва катибаху, ва шахидейхи». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проклял пожирающего риба, проклял дающего риба, тот, кто дал в долг с риба, проклял того, кто пишет договор риба, набрал на компьютере, набрал на машинке, просто набрал текст, типовой договор, внизу там, допустим, указано, да, допустим, да, там, в случае просрочки 2% там, и так далее, и так далее. И даже двух его свидетелей. Вот это вот, к сожалению, очень много представлено на сегодняшний день. Вот обычный кредит, который выдают в банке, ну, ни для кого не секрет, это риба. Да? Когда мусульманин намаз читает, он говорит, я кредит не беру, я не кушаю риба. А вдруг к нему обращается родственник и говорит, ну ладно, ты не берешь риба, ну хотя бы, говорит, поручителем выступи, а. Мне, говорит, некого позвать, у меня, говорит, нормальный, состоятельный родственник, только ты один, допустим, там. Или вот один есть, и вот ты остался один. Выступи, пожалуйста, поручителем. И тот, не думая, ну я же вроде риба не беру, кредит не беру, не использую эти деньги, ничего страшного. И идет, подписывается и становится поручителем. Вот он участвует в этом договоре, которого проклял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому любое участие в риба, любое участие в взаимоотношениях риба, они чреваты для человека большими грехами. Потому что даже просто человек, который написал этот самый договор, и его посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, проклял. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит то, что человек, который, говорит, кушает риба, дирхам, который был получен по причине того, что это было риба, это, говорит, для него хуже, чем если бы он совершил 36 прелюбодеяний. А дирхам на сегодняшний день сравнивать, да, это очень маленькая сумма, это небольшая, да? И, допустим, если даже 1 рубль, 1 копейка, которую ты получил с прибыли риба, то это для тебя тяжелее, чем если ты 36 раз совершил бы зина. Это указывает то, что риба по отношению к зина намного тяжелее. А у нас как? У нас люди почему-то воспринимают то, что большие грехи, это обязательно должно быть связано с насилием, кому-то, то есть нанесением увечий кому-то там и так далее. Иногда наше взаимоотношение с Аллахом и ошибки человека, которые он допускает при взаимоотношении с Аллахом, и даже те маленькие вещи, которые он получил, вроде бы копейку положил в карман, но это для него хуже, чем если бы он совершил другой большой грех, как, например, зина. Также есть хадис, о котором ученые спорят и говорят, то, что некоторые это запрещен, слабый хадис, другие же говорят, нет, это хасан хадис, хороший хадис. Да? То есть относительно достоверности этого хадиса есть споры, сразу говорю. Однако смысл его, он, субханаллах, то есть он очень сильно проявлен в сегодняшней нашей жизни. Говорится, то, что якобы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, настанет время, когда, говорит, никого не останется, кто не попробовал бы риба. И даже, говорит, если он не попробовал, то риба, говорит, непременно осядет на него пылью. Представьте, да? Даже не останется ни одного человека, который бы не вошел бы в риба. Даже если он как-то отсторонился от риба, каким-то образом остался в сторонке, пыль риба осядет на него. И когда ученые говорят, почему, как это может произойти, один из ученых дал такой комментарий, он говорит, то, что когда, говорит, человек приходит домой кому-то, а хозяин дома, зная то, что все его имущество, и в том числе продукты на столе, были получены путем риба, или же были куплены на деньги из риба, и он говорит, зная это,
своему гостю, своему соседу там, или другу, кормит эти продукты. А тот человек не знает, но он что? Пожирает имущество или пожирает еду, кушает еду, да, которая была куплена на деньги риба. То есть в таком вот виде, говорит, даже может коснуться пыль риба. И поэтому это, конечно же, признаки судного дня, распространения риба, то, что люди будут считать его за что-то такое легкое, какое-то не тяжкое. И поэтому, к сожалению, это у нас сегодня очень сильно распространяется. И поэтому люди иногда даже не задумываются о том, о проявлениях риба, да, те же самые банковские карты, допустим, там и так далее. Очень часто получается так, то, что ему капают какие-то проценты, а он даже об этом не задумывался. Он даже об этом не думал и даже не подозревал, и спокойно использовал, что-то их покупал там и так далее. И поэтому раз уж мы зашли к теме банковских карт, я хочу упомянуть то, что банковские карты делятся на два вида, да, все мы знаем, да, дебетовые карты и кредитные карты. Дебетовая карта, то есть банк тебе выдает карту и говорит то, что когда у тебя деньги станут ноль, твоя карта не будет работать. Ты ничего не сможешь купить там и так далее. Деньги положил, покупаешь, что-то делаешь. Денег там нету, ты ничего не можешь делать. Дебетовая карта, да? И есть еще кредитная карта, когда ты берешь у банка в долг. Тебе выдают карту и тебе дают кредитный лимит, допустим, 50 тысяч ежемесячно, 100 тысяч ежемесячно. И ты потом что делаешь? Ты потом, взяв эту карту, на целый месяц ходишь, кушаешь, покупаешь, заправляешь бензин и так далее. То есть используешь на свои нужды. Однако, когда ты получаешь эту карту, банк тебе дает договор, где прописывает то, что у тебя есть льготный период, в течение которого, если ты погасишь свой долг, тебе все нормально, никаких процентов не применяется. Однако, и обычно это 50 дней, 60 дней бывает, да, иногда даже 100 дней бывает, как вот сейчас, вот, допустим, да, вот в некоторых новых банках. Вот, скажем, 50 дней. Но если настанет 51 день, и ты не погасил свою копейку, допустим, хотя бы даже если там 2 рубля, 3 рубля осталось, тебе сразу же начинают применяться проценты. И банк тебе ставит проценты, да, там, сколько-то, допустим, да, и ты в итоге уже вместо 5 рублей, которые ты должен был вернуть банку, ты уже становишься, должен уже вернуть 6 рублей, 7 рублей и так далее. То есть наличие даже этого пункта после 50 дней, после 60 дней, после 100 дней, если не вернешь долг банку, не погасишь свой кредит перед банком с этой картой, ты должен будешь проценты такие-то, такие-то. Это уже делает этот договор договором риба, который мусульманин не может использовать и не должен использовать. И таким образом использование этих кредитных карт в таком вот виде становится для мусульмана запретными. И поэтому кредитные карты на сегодняшний день 99%, наверное, может быть, потом Булат Хазрат добавит, там есть как бы новый продукт, новая кредитная карта, которой как бы еще можно что-то сказать, да? Вот. Кредитные карты в основном в своей массе, они все что? Они все являются выдающимися по договорам риба. Что касается дебетовых карт, это обычно зарплатные карты там и так далее. У нас есть некоторые банки, я уж не буду их называть, да, у нас в Татарстане есть некоторые банки, из них, ну ладно скажу, Акбарсбанк, например, да, у них есть такая услуга, проценты на остаток. Проценты на остаток, особенно это касается карты Акбарс Evolution, да, они очень много проталкивали эту самую карту в качестве зарплатных карт там и так далее. Вот там, если у тебя на протяжении целого месяца лежит определенная доля, определенная сумма, то тебе на это приходят уже потом проценты, приводят тебе прибыль. Вот это вот тоже является риба. И поэтому, альхамдулилля, есть альтернатива, хорошая альтернатива. У того же самого Акбарсбанка, у того же самого Сбербанка, у того же самой даже Кукурузы, вот Евросеть, да, есть бесплатные карты, которые выдаются человеку, бесплатно обслуживаются, и там никакие проценты не капают. Я вам сейчас вот могу сразу сказать, это Евросеть Кукуруза карта, да, это Сбербанк 5-минутная карта, которая сразу ее выдают обезличенная,
без имени, там имя ничего не пишется, просто выдается карта, бесплатное обслуживание в течение 2 лет, и там ничего нету, ничего тебе не накидывается. И точно так же можешь использовать. И у Акбарса то же самое, есть зарплатные карты, которые при заключении договоров с твоим работодателем, они как бы бесплатно дают тебе эту карту, и пользуешься ты ей, и спокойно, то есть покупаешь, продаешь, ложишь, и туда никакие проценты не капают. Поэтому обратите внимание, когда вы используете эти самые банковские карты. Теперь я хочу сказать вам о видах риба. Когда мы говорим про риба, ученые говорят, да, то, что это увеличение, это прирост определенного количества товара, или увеличение срока, допустим, да. Также говорят ученые про риба, это, говорит, любой долг, кредитор которого получает прибыль. То есть любой долг, который приносит прибыль дающему в долг. Допустим, Абдулла дал 1000 рублей в долг Али, допустим, да, и после этого Абдулла говорит: хорошо, я тебе дам, говорит, в долг, но ты мне, говорит, вернешь, например, 1100. Это понятно, риба, да, то есть он увеличил стоимость долга, возвращает, это уже понятно, риба. Другая ситуация, он говорит: я тебе дам 1000 рублей в долг, но ты мне сегодня дай, пожалуйста, свою машину, я съезжу в магазин Вестон, закуплю продукты и вернусь. То есть он деньги не получил, прибыль, но он получил какую выгоду? Он на сегодняшний вечер из-за этого долга, он получил какую-то выгоду, пользу. У него появилась машина, то, что он сможет поехать. Даже, допустим, я тебе дам в долг, а ты мне скопаешь огород, допустим, да? То есть любая выгода, которая извлекается из этого долга, это тоже является риба. Поэтому, когда, допустим, мы даем в долг кому-то, допустим, да, мы должны давать долг так, что, то есть дал в долг и все, больше никаких у тебя нет никаких выгод, польз там и так далее. Ты ничего не должен извлекать полезности из этого долга. Также ученые, когда говорят про виды риба, они говорят то, что вообще в целом, говорит, взаимоотношения между людьми можно поделить на 2 категории. Во-первых, это торговля, когда он что-то продает, что-то покупает. И во-вторых, долги, когда мы даем долг, когда мы просим в долг. И когда мы говорим про торговлю, то там есть 2 вида риба. В торговле есть 2 вида риба. И основой этому является хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, где он сказал: обменивайте золото на золото, серебро на серебро, пшеницу на пшеницу, ячмень на ячмень, финики на финики, соль на соль в равном количестве, из рук в руки. И если же вы обмениваете разные виды из этих товаров, то обменивайте их как вам угодно, но только из рук в руки. Смысл этого хадиса таков: то, что если, допустим, ты обмениваешь золото 5 грамм, ты не можешь его обменять на любое другое золотое изделие, любое другое золото большего или меньшего веса. Понятно? Обязательно должно быть равное количество. И когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, прибыл в Хайбар и у Биляля увидел хорошие финики, да, и он сказал: откуда ты, говорит, берешь, говорит, эти, говорит, хорошие финики? Биляль сказал: у меня, говорит, растет финики, которые, говорит, сортом хуже. И я, говорит, обмениваю 2 саа, то есть 2 сага мера объема, обмениваю, говорит, на 1 саа хороших сортов. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: бахин айнур риба. Это, говорит, самая настоящая рыба. Что, говорит, делай? Продавай, говорит, свой плохой сорт фиников и покупай, говорит, за деньги потом хороший сорт фиников. То есть не обменивай сразу же финики плохого качества на финики дурного качества и на хорошего качества в разных мерах, в разных объемах. Поэтому ученые говорят, что вот в этих продуктах есть риба. И поэтому, когда ученые говорят золото и серебро, и все, что относится к ним в качестве платы, в качестве денежной стоимости. То есть золото, в нем есть риба, и нужно придерживаться определенных правил, чтобы ты не попал в риба. Серебро, в нем также нужно придерживаться определенных правил, чтобы ты не попал в риба. И также все, что похоже на них в качестве денежной единицы.
во времена пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи, золото и серебро использовались как денежные единицы, как рубли и доллары и евро. Вот сейчас вот у нас, да? И поэтому они, золото и серебро, и деньги, сегодняшние, современные, это все одно и то же, то есть они похожи друг на друга в том смысле, то, что они используются в качестве денег. И поэтому на сегодняшний день и в золоте, и в серебре, и также и в рублях, и в долларах, и в евро применяются правила, которые обязательны для того, чтобы не попасть в риба. Понятно? И точно так же пророк Мухаммад ﷺ сказал же, да, обменивайте ячмень на ячмень, пшеницу на пшеницу, финики на финики, соль на соль. Ученые говорят, здесь, говорит, уже в этом, то есть второй половине хадиса указано то, что еда, которая измеряется мерой, объемом или весами, то она точно так же в ней применяются правила риба. Что означает правило риба? Это означает, если две вещи одинакового вида, золото и золото, то они должны обмениваться строго одинакового веса. Соль, соль, одинаковый вес. Финики, финики, одинаковый вес или одинаковый объем. Также второе правило, чтобы это было из рук в руки. Допустим, я сегодня пришел, допустим, да, вот у меня, говорю, есть 1 килограмм фиников суккари. Булат Хазрату, например, пришел, да. Булат Хазрат говорит, а у меня, говорит, есть 1 килограмм, говорит, аджва, например, да. Я говорю, давай поменяемся. Он говорит, хорошо. Ты, говорит, мне дай, говорит, сейчас, а я, говорит, тебе аджва принесу завтра. Это нельзя. Это уже будет риба. Почему? Потому что мы должны с Булат Хазратом обменяться из рук в руки. Вот сейчас вот должны обменяться. Понятно? И поэтому, когда мы обмениваем золото на золото, то или же серебро на серебро, то мы должны сейчас обмениваться. Рубли на рубли. Я прихожу, допустим, вот к какому-нибудь брату, да, у меня купюра 5000-я, да, я говорю, обменяй мне ее. И он говорит, хорошо, отдай мне эти деньги, я тебе, говорит, завтра принесу 1000. Или по 500 я тебе завтра принесу. Нельзя. И поэтому правила риба касаются того, что одинаковый вид должен быть одинакового веса или одинакового объема. И также то есть обмен должен состояться из рук в руки. Также пророк Мухаммад ﷺ сказал в том же хадисе, если вы вот эти виды обмениваете, то есть если это разные виды, обменивайте, да, из этих вот товаров, которые вам сейчас вот перечислил, то, говорит, обменивайте как хотите, величину сами устанавливайте, но чтобы это было из рук в руки. Пример, чтобы пояснить слова пророка Мухаммада, он говорит, если это или золото, или серебро, или то, что похоже на золото и серебро, это на сегодняшний день доллары, деньги там и так далее, да. Если, говорит, ты меняешь золото на серебро, меняй как хочешь, курс устанавливай сам как хочешь. Захотел, допустим, килограмм золота ты хочешь обменять на 10 килограмм серебра, допустим, например, да? Или захотел ты, допустим, там, на 8 килограмм серебра хочешь поменять, меняй, это твое дело. Но, чтобы это произошло вот сейчас вот. Мы с тобой пришли, сели за стол и обменялись, чтобы не было просрочки, чтобы не было отсрочки. Понятно? И поэтому это касается у нас на сегодняшний день, конечно, золото на серебро сегодня мало кто меняет, но это касается сегодня покупка валюты. Часто в чате братья пишут, да, продам доллары, куплю доллары, там и еще что-нибудь, да, есть евро там или еще что-нибудь, да. Вот тогда, когда мы покупаем доллары или продаем доллары, у нас сделка должна произойти сиюминутно. Я принес тебе, передал доллары, ты завтра мне рубли приносишь, то это уже будет риба. Поэтому здесь нельзя делать просрочку. И поэтому в торговле, как я уже вам сказал, да, товары делятся на два вида. Это золото и серебро, и все, что похоже на них из денежных единиц. Да, и также товары, которые являются указанные в хадисе, и все, что похоже на них. И поэтому вот эти вот вещи должны меняться равным количеством, если это одно и то же, золото на золото, серебро на серебро, финики на финики, ячмень на ячмень там и так далее, да. Либо, то есть, если это разные виды, то мы можем сами устанавливать, допустим, курс, допустим, да,
покупаем финики, допустим, за золото, допустим, да? Мы сами устанавливаем, как мы хотим, за столько мы и продаем финики за золото. Но, чтобы это было из рук в руки. Поэтому два правила риба. Если это один и тот же вид, чтобы их мера была равной, объем или же вес, да, чтобы был равный, и чтобы это было из рук в руки. Если это разные виды, то мы можем это делать по нашему курсу, как мы устанавливаем, так и мы будем продавать, но чтобы это было из рук в руки. И другой вид риба, который я вам сказал, да, это риба в долгах. Риба в долгах, когда это было во времена джахилии, когда арабы во времена джахилии что делали? Давали в долг и говорили то, что если, говорит, не сможешь принести к такому-то сроку, то вернешь, говорит, 150. Допустим, вот тебе 100, допустим, там, дирхемов, там, динаров, там, допустим, да, до такого-то срока, не сможешь вернуть, возвращаешь 150 к такому-то сроку. Или же человек, который не мог выплатить этот самый долг, он говорил: я, говорит, тебе сегодня не могу вернуть 100. Давай, говорит, через неделю 150. И вот это вот очень сильно было распространено. И, кстати, во времена джахилии одна из причин рабства, откуда возникало рабство, то, что некоторые люди не могли выплатить тот долг риба, который у них накопился с процентами, да, и они в итоге продавали себя в рабство, тем самым, я, говорю, тебе продам себя в рабство, чтобы погасить тот самый долг, который набежал с процентами. И поэтому вот это вот то, что было во времена джахилии. И этот самый долг, увеличение долга, это присутствует у нас на сегодня в банковских взаимоотношениях. Кредиты, ипотеки и так далее. Это все построено на том, что тебе дают в долг там за, допустим, там 1000 рублей, 10 тысяч рублей, но ты уже возвращаешь банку уже с процентами, там 25% ежегодно, допустим, там увеличивается, да, или 20% там и так далее. И поэтому вот это вот является... Вот. И, как говорит Булат Хазрат, вот то, что я вначале говорил вам, да, кредитные карты, у которых установлен льготный период, вот это вот то же самое, что как бы и есть риба в долгах. И поэтому отсрачивать нельзя, а также увеличивать долг нельзя. И поэтому этим самым риба в долгах на сегодняшний день, она очень сильно присутствует, очень сильно распространена. И даже вот риба в товарах, она не так много в нашей жизни, как риба в долгах. Потому что на сегодняшний день каждый второй человек, ну даже можно сказать каждый первый, что он делает? Он сидит по уши в кредите, в ипотеке, там и так далее, и так далее. И поэтому даже на сегодняшний день не просто, который человек не молящийся, даже среди молящихся есть много людей, которые как бы считают то, что они оказались в вынужденном положении, там и так далее, и прибегают к таким вот видам риба. И поэтому, как сказано было в хадисе, да, о котором ученые спорят, то, что даже, говорит, пыль риба коснется человека, даже если он, говорит, будет остерегаться от риба. И поэтому, к сожалению, на сегодняшний день, и вот сам был тоже лично свидетелем этому, альхамдулилля, как бы есть некоторые финансовые институты, финансовые дома, которые по исламу стараются предоставить средства, деньги, либо товар тебе предоставить, да. И когда говорят, в том числе вот финансовый дом Амаль, да, и вот с одним братом разговаривал, машину, говорит, хочу купить. Я говорю, а что ты, говорю, через Амаль не возьмешь там и так далее? А у них, говорит, процент высокий. Я говорю, ну а что теперь, говорю, куда деваться? Говорю, ну так уж. А он говорит, в том же самом, говорит, Сбербанке, говорит, меньше, говорит, процентов. Там, говорит, в Амале, говорит, получается, говорит, 22, 23, там 25, там я не знаю сколько. А в Сбербанке, говорит, 16, говорит. Я, говорит, пойду, говорит, лучше в Сбербанк. И возьму там автокредит, там или еще что-нибудь, да, и таким образом куплю, говорит, машину. То есть, даже, к сожалению, среди братьев, то есть, очень легко смотрят, да, и говорят, даже пойду в банк, заберу там и так далее. И не смотрят на это, как будто это, то есть, не осознают всю тяжесть этого риба. И поэтому
я уж надеюсь, что немного прояснил вам, что такое риба, да, и то, что мы должны сторониться этого греха и ни в коем случае не впадать, ни в коем случае не зариться на эту прибыль, которую якобы они предлагают, потому что иногда шайтан так приукрашивает, да, что человеку очень тяжело отказаться от тех денег, которые там ему набежали, допустим, да, которые там, допустим, уже увеличивали его состояние. Поэтому пусть Аллах Субхану ва Тааля убережет всех нас от риба. И поэтому сейчас слово предоставляется. Да, кстати, последнее, что я хотел вам сегодня рассказать, это то, что иногда некоторые братья и сестры тоже покупают золотые и серебряные изделия через интернет. Либо покупают золото и серебро за границей. Не просто деньгами, а покупают через карты банковские. Смотрите, банковские карты, как они работают, да? Когда мы положили деньги на банковскую карту и приходим в магазин, чтобы купить, магазин или же банк, у которого обслуживается магазин, он договаривается с моим банком, да? И говорит: слушай, вот там, говорит, Салимджан, у тебя хочет там за 3 копейки что-то купить? Давай мы, говорит, эти деньги заморозим. Это, говорит, наши деньги, но они пока будут у тебя. И они морозят деньги, это называется холдирование. Они холдят деньги, да? Останавливают деньги, морозят деньги. Эти деньги пока лежат у меня на счету, но они уже заморожены, и мой банк, и я сам не могу ими распоряжаться. Они лежат, и дальше что происходит? Дальше, через 3 дня обычно, через 4 дня или даже через 5 дней уже банки договорились между собой: заморозил? Ладно, забирай деньги. И переводят деньги с моего банка банку продавца. Обычно так происходит. Теперь, что происходит при покупке через интернет? Когда мы покупаем золотые или серебряные изделия через интернет, а пророк Мухаммад, саллаллаху что нам сказал? Если, говорит, разные виды золота покупаешь на серебро, или все, что похоже на золото покупаешь, да, то покупай как хочешь. Устанавливай курс как хочешь, но чтобы это была сиюминутная сделка. Из рук в руки. Вот хазрук сотабаларга тишинсин. Вот ты мне сейчас должен деньги дать за золотое изделие или серебряное изделие. Когда мы покупаем через интернет, что происходит? Я заказываю, допустим, там, супруге своей, допустим, золотые сережки, допустим, да. Там человек, который на другом конце, он говорит: хорошо, я тебе высылаю твой товар, и через почту поехал, но деньги-то мои не сняли. Деньги мои фактически пока продавцу не перешли. И даже то, что он, допустим, он, возможно, даже принял мою плату, но он может товар выслать когда? Через 5 дней, через 10 дней. Алиэкспресс, все же примерно знаете, да? Ты оплатил покупку, тебе товар не сразу высылают. Иногда некоторые недобросовестные продавцы отправляют тебе товар на 9-й день после твоей покупки, на 10-й день. И то же самое, то есть может произойти и с золотыми и серебряными изделиями. И точно так же, когда покупаете за границей. Внутри страны еще как бы там фиксируется в рублях. Ты купил за 10 тысяч рублей, у тебя 10 тысяч спишется. Но когда вы покупаете за границей, особенно в Эмиратах, да, когда вы заходите в магазин золотые изделия, карточкой своей проводите продажу, у вас деньги списываются или морозятся на местной валюте, в дирхемах, эмиратских дирхемах. И эта сумма лежит. Но мы же знаем, рубль у нас постоянно играет. Доллар постоянно играет. Вчера был доллар 57,26 копеек, сегодня он уже 57,75 копеек. То есть на 50 копеек он вырос. Он может вырасти, он может подешеветь. Но факт в том, что курс нестабильный. Хотя бы на копейку он увеличивается. И, например, я пришел сегодня, допустим, в Абу-Даби там, или в Дубае. Я говорю: хочу купить золотые сережки, допустим, да, своей жене. Провожу покупку, он говорит: плати, говорит, 100 дирхемов. Я заплатил через карту, деньги заморозились. 100 дирхемов, это примерно соответствует там 1500 рублей, например, да? И вдруг, пока я ехал домой, вылетел домой, пока я ехал домой, за эти 2 дня курс изменился хотя бы на 1 копейку. И в итоге он с моей карты списывает уже не 1500 рублей, а 1,5 и 5 рублей.
1500 и 10 рублей. То есть уже увеличивается, понимаете? И поэтому таким образом, что происходит? Таким образом уже увеличивается, во-первых, да? И во-вторых, сделка не произошла из рук в руки. Деньги мои продавцу сразу не поступили, поступили через 5 дней, через 10 дней. И в итоге это подпадает под запрет пророка Мухаммада, где он говорил, саллиллаху алейхи вассалям, то, что инкана ядан биед, если ваша сделка проходит из рук в руки, пожалуйста, не из рук в руки не надо. Понятно? Поэтому нужно покупать золотые и серебряные изделия только лишь за наличку. И особенно, если это у нас касается за границы. За границей только лишь за наличные деньги. А что касается внутри страны, если вы пришли в магазин, и у вас в рублях выставлена цена, и у вас карта рублевая, то, инша Аллах, тоже можно покупать, потому что цена не изменится. Поэтому на этом я останавливаюсь и слово передаю Фаниль Хазрату. Теперь он вас будет развлекать. Вопросы можете писать на бумажке и потом давать, и уже можем отвечать. Можете прямо сейчас записать. Да, потом. Бисмиллах, альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля. Я свою тему долго не буду рассказывать, потому что время уже мало остается. И будет тема соревнований и конкурсов, и тема дисконтные карты. Что касается соревнований между двумя людьми и более, то приведем слова Ибн Абидина, который привел в своей книге, то, что любое соревнование, в котором нету харама, и если это соревнование не основывается на призе, оно разрешено. То есть любое соревнование, в котором нету вред для религии, вред для чести человека, вред его телу, вред его имуществу, оно разрешено, пока нету приза, пока не установлен приз. Основываясь на хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ля сабака, то есть нету приза, не разрешается устанавливать приз, кроме как в 3 вещах. Насль – это стрелять из лука, хафир – это скачка на лошадях, и хуффин – это скачки на верблюдах, соревнования. То есть, как это устанавливается? Один из участников говорит другому участнику: если, говорит, я выиграю, если ты выиграешь, я тебе дам столько-то денег или такой-то приз. Если ты выиграешь, если я выиграю, то ты мне ничего не должен. Это первое. Второе, это когда это разрешено в этих 3. Второе, это когда имам устанавливает, или третья сторона. Кто из вас придет первым, или тот, кто из вас покажет лучше свое мастерство, такому будет такой-то приз. Это также разрешено в этих 3. Пока будем так оговариваться. И третий вид, это когда один говорит: если я выиграю, то ты мне даешь столько-то, если ты выигрываешь, я даю тебе столько-то. И большинство ученых вот этот третий вид запретили и сказали, не разрешается, пока не зайдет третий человек, который не будет вводить сумму на приз, то есть не будет давать деньги на приз. Мухаллиль называется, тот, который делает это соревнование разрешенным. И тут, как мы видим, большинство ученых говорят, это касается вот этих 3 вещей. Это стрельба из лука, скачки на лошадях, скачки на верблюдах, так как это помогает, так скажем, назовем, в защите Родины, в защите мусульман. Есть у него
определенная цель в шариате. И есть разногласия насчет других таких же вещей, как, например, борьба, как, например, плавание и другие виды спорта. Можно ли там ставить приз, устанавливать приз или нельзя, то мы возьмем в этом вопросе то, к чему пришел ханафитский мазхаб. Это то, что все, что похоже, все, что укрепляет тело, все, что является причиной для возвеличивания религии, то, что будет помогать в защите человека своей семьи, в защите человека своей земли, в защите человека своей чести, то в этом вот эти вещи, они подходят под категорию вот этих трех вещей. То есть стрельба из лука, стрельба и скачки, так скажем. То есть это соревнования в плавании, соревнования в борьбе, соревнования, так скажем, в таких видах спорта, которые разрешены. То в этом случае разрешается устанавливать приз третьей стороне, или же разрешается устанавливать приз, когда двое участников скидываются на приз, и заходит третий участник, который не будет скидываться, но который получит приз при выигрыше. Для того, чтобы вывести, это по мнению большинства ученых, то есть чтобы вывести этот вид соревнования из видов азартных игр. Что касается других соревнований, в котором есть польза, но которые не подходят под эти категорию, под категорию вот этих трех вещей, трех видов соревнования, в котором есть польза для людей и нету вреда им в их имуществе, скажем, в их чести, и их телу, то в этом случае я пришел к такому результату, то есть очень много искал, много ученых в том, что не подходит под эту категорию, говорят, запретно устанавливать приз, от кого бы он ни был, разрешаются эти соревнования, но не разрешается установление приза. Но есть ученые, которые разрешают устанавливать приз в этих соревнованиях, но только если он будет с третьей стороны. То есть сторона, которая не будет участвовать в этих соревнованиях. То есть это мы скажем, культурные мероприятия, например, бывают, там соревнования всякие проводятся. Если там деньги не выделяются от соревнующихся для приза, а устанавливаются деньги для приза третьей стороной, то в этом случае такие виды соревнований разрешены, иншаллах. То есть подытожим и скажем, три вида соревнований. Соревнования, которые подходят под категорию скачек и стрельбы из лука, в котором есть укрепление для тела, в котором есть для возвеличения религии соревнования, как, например, соревнования по заучиванию Корана, знание фикха, знание хадисов, знание и так далее, то есть знание шариата, или знаний, которые помогают для укрепления религии, или помогают для защиты человека, своей семьи, окружающих людей, своей земли. И в этом случае разрешается устанавливать приз от третьей стороны, разрешается устанавливать приз от соревнующихся, если они введут человека, который не будет скидываться, и разрешается от одного из участников, если он не обязывает других участников выдать ему то есть если он говорит, если я проиграю, то я вам даю, а если вы выиграете, то если я выиграю, то вы мне ничего не должны, вот это разрешается. Потом перейдем на конкурсы, которые организуют всякие торговые дома, так скажем, магазины. Есть у нас конкурсы, когда при покупке товаров мы часто видим на товаре написано: вырежьте купон и пошлите по такому-то адресу. Или же говорят, при
покупке такого-то товара вы можете получить такой-то приз, то участие в этих конкурсах разрешено в том случае, если человек не переплачивает за товар. То есть, например, если за товар есть установленная цена, и при конкурсе цена этого товара увеличивается, то значит вот этот вид запрещен. И покупать такой товар тоже запрещено. Если же цена на товар не увеличивается, и товар покупается ради товара, а не ради участия в конкурсе, то в этом случае тоже разрешено. А если покупается товар ради участия в конкурсе, а не ради нужды в этом товаре, то вот эта покупка также запрещена. Понятно, да? То есть мы такие конкурсы часто видим. Например, можно дать нефть, заправку, заправиться, и тебе дают купон. Там надо посмотреть свой номер, отправить его по интернету и, возможно, выиграть в будущем какой-то приз. Если ты приезжаешь на заправку для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, и бензин покупаешь ради этого, то в этом случае и стараешься покупать в этой заправке для того, чтобы было больше шансов для выигрыша, то в этом случае это запрещено. Если же ты покупаешь, потому что тебе нравится эта заправка, потому что ты хочешь именно там заправляться, и тебе в этом случае дают какой-то вот такой бонус, бывает, что бонусом дают какие-то, например, салфетки или еще какие-то подарки, то это все разрешено, пока ты не ставишь эти бонусы и эти подарки целью. И пока не идет надбавка, не идет надбавка на товар ради вот этих бонусов. Вот это то, что касается конкурсов. Также бывает, что при покупке определенного товара нам выдают в магазине дисконтную карту. То есть бесплатно. Если она платная, за определенную цену, а есть бесплатная. Если такую дисконтную карту получаешь при покупке определенного количества товара, нуждаясь в этом товаре, также если ты приобретаешь если тебе ее дают бесплатно, то этими дисконтными картами разрешается пользоваться. То есть тут проблемы нету. Так как ты ничего не предоставляешь взамен, ты только получаешься в выигрыше. Некоторые были ученые, которые запрещали и говорили, что продавец по причине этих дисконтных карточек остается вне выигрыша, то это неправильное изложение мысли, так как продавец никогда не остается не в выигрыше, он всегда в выигрыше, и даже вот этот, который идет, скидка, которая идет, она всегда учитывается с надбавкой на товар. То есть редко бывает такое, чтобы скидка была ниже, чем стоит, опускал бы стоимость товара ниже, чем оно стоит. Что касается, если платные дисконтные карты, можно ли их покупать или нельзя их покупать, то большинство ученых говорят, что нельзя покупать, так как ты даешь деньги и не получаешь взамен ничего точного. Как Райхан сказал, неопределенность появляется. Возможно, ты будешь использовать это, а возможно, не будешь использовать это. Но некоторые ученые делают исключение, если вот эта дисконтная карта стоит по себестоимости, то есть стоимость этой карточки. И говорят, это гарар ясир, говорят, мухтафар, то есть неопределенность маленькая, которая прощается. И этому много, говорят, примеров в шариате. То есть большинство говорят, что нельзя такое, но есть говорят, что это маленькая неопределенность, которая может прощаться, и приводят в пример из шариате, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил продавать фрукты, овощи до тех пор, пока они не созреют.
И, например, торговцам выгодней продавать фрукты и овощи, пока они не созрели. Потому что когда созрели, они будут быстро портиться уже, начинают портиться. С другой стороны, покупатели очень много получали вреда от того, что получали несозревший товар. Получали очень много вреда из-за того, что получали несозревший товар. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил продавать товар, пока не созреют плоды. Хоть там и есть вот эта неопределенность для продавцов, то, что товар может испортиться, но она очень маленькая такая неопределенность, которая прощается. Тоже, например, это продажа, которая называется салям, когда человек хочет определенный товар, называет его качество, он должен быть такой-то длины, такого-то цвета, такого-то этого, и это дает деньги, и у продавца этого товара нету, но он может достать его по определенным вот этим качествам, и в этом случае также может заходить какая-то маленькая неопределенность. Купил машину, а там магнитофон, там не Sony, а, например, Samsung стоит. И это неопределенность появилась. И вот это прощается, потому что оно не влияет на цену в общем машины. И это прощается. И вот из этого выводя, они говорят, что вот это тоже, то есть другие примеры тоже очень много, я сейчас не буду их приводить, и они говорят, вот из-за того, что в шариате есть пример тому, что маленькая неопределенность, она прощается и разрешается. Некоторые ученые разрешают покупку вот этих дисконтных картов, если их цена минимальная, маленькая, и если есть по правде нужда в товаре, который продается в этих торговых центрах. Вот это было то, что касается соревнований, то, что касается дисконтных карт. И есть у нас такой еще конкурсы, сейчас делаются в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, когда тебе надо перерепостить какую-то вещь или подписаться на определенных людей, и разыгрываются подарки. Это также разрешено. Если также разрешено, пока ты не вкладываешь в это деньги. Пока ты не вкладываешь в это деньги. То есть есть фетвы, конечно, и запрещающие это, но если так посмотреть, то тут действует правило, пока ты не вкладываешь, пока ты не в убытке, убыток какой-то не несешь, и ты остаешься или в прибыли, или без убытка, то в этом случае вот этот вид деятельности разрешен. И мы тут видим то, что когда человек репостит, он не входит ни в какой убыток. Также он стоит без убытка. Если появляется какой-то убыток, например, по телефону бывает, через телевизор это, такие же это, надо позвонить. И там обычно уже есть договор между тем, кто делает этот конкурс, и телефонной сетью, то, что позвонивший по этому номеру, там надбавка идет в плате. То в этом случае приз вот этот, деньги за этот, деньги на приз берется от этой надбавки. То в этом случае это запрещено. Есть вот, и поэтому правило, пока ты не несешь никакой убыток, и ты находишься или же без убытка, сялим называется. То есть салям это без ничего, нет убыток никакого. Или же ты выиграешь что-либо, то в этом случае вот это разрешено, и поэтому вот репостить, и это разрешено, иншаллах. И тоже то, что самое вот бывает, замена рекламы сейчас пошло, то, что конкурс делается, спонсоры дают деньги человеку, и человек берет часть денег этих для организации этого конкурса, на другую часть покупает подарки, и говорит, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на мой это, и мы будем это за подписку разыгрывать подарки. То это тоже, иншаллах, разрешенная деятельность.
пока, говорю, ты не вкладываешь в это какие-либо деньги. Вот это то, что касается конкурсов, репостов в интернете. Это 3 вопроса было, просто то, что ко мне часто обращались, поэтому я выбрал эти именно 3 вопроса. Субханакаллах. Джазакаллаху хайран, Фаниль Хазрат, то, что прояснил эти вопросы. Тут поступили вопросы. Вот, первый вопрос тут был, как в договоре поставки товара в отсрочку правильно сформулировать пункт. За просрочку оплаты товара покупателям он обязан оплатить 0,5 штрафа за каждый просроченный день от суммы просрочки. На этот вопрос отвечу я сам, потому что это касается риба. Этот пункт является риба, запретным пунктом. Потому что вот тут тоже один брат написал, просьба прояснить риба в отсрочке повторно. Да? Риба в отсрочке, когда ты просрачиваешь, увеличиваешь срок, да? Когда ты меняешь один и тот же продукт, который указан в хадисе, на не сиюминутно, а через день, через 2. Тот же самый пример, да? Когда ты покупаешь доллары за рубли, сегодня принес доллары, а завтра получил рубли, это риба в отсрочке. И то же самое, когда, допустим, ты берешь в долг, да? Первый в долгах риба, когда тебе сразу же кредитор говорит, я тебе даю 1000, ты мне возвращаешь 1500, это риба. А второй вид, когда, допустим, он тебе говорит, я тебе даю 1000, вернешь через месяц. Месяц проходит, ты не можешь вернуть. Он говорит, не можешь вернуть, да? Ну хорошо, вот тебе еще месяц, но за каждую неделю, за каждый день тебе уже будут капать проценты. Вот это тоже будет являться видом риба. И поэтому любые договора, договор ипотеки, договор рассрочки, договор, допустим, просто торговая сделка между компаньонами, где указываются штрафные санкции, пени и так далее, это являются условиями риба. И они не должны быть в договоре, который как бы очищен от этого. Ага. Да. Вот, да, кстати, вот, это я хотел сказать, да. Тут написано, поставщик утверждает, что если удалить этот пункт, ссылаясь на риба, то покупатель заведомо освобождает себя от наказания за неуплату. То есть он может, грубо говоря, просто поступить с вами нечестно. Об этом будет говорить Булат Хазрат. У него есть специальный пункт, как человеку, кредитору защитить свое имущество. Ага. Даже по этому пункту, даже если в договоре нет этого пункта, есть статья в Гражданском кодексе Российской Федерации, где говорится за использование, неправомерное использование чужих средств, то есть когда я не возвращаю человеку долг, который я должен ему, а здесь возникает задолженность. Тот, кому я должен, то есть кредитор, вправе с меня потребовать оплаты пени, поставки, рефинансирования. Так что даже если это не указано, даже если указано иное, закон разрешает. Поэтому это неправда то, что они так говорят. По факту это неправда. Мы на закон повлиять не можем, да, поэтому... Нет, поэтому это неправда, что они говорят. То, что освобождается от ответственности. Да, что освобождается, поэтому... Нет, давайте это другое. Дальше сейчас это будет... Дальше, да. И у Булат Хазрата был вопрос. Прочитай, пожалуйста, там это. Можно в конце вопрос? Хорошо, он в конце тогда будет отвечать, да. Давай. Так, теперь поэтому передается слово Булат Хазрату, теперь он выступит со своим докладом, а уже оставшиеся вопросы, иншаллах, разберем в конце. Бисмиллахи рахмани рахим, алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля набийна Мухаммад, ва аля алихи ва сахби аджмаин. Аллахумма аллимна ма янфа'уна, анфa'на бима алламтана, ва зидна ильман ва амалан, я хай я кайюм. Из актуальных тем, о которых меня попросили, у нас очень много актуальных, они очень часто повторяются. Это вот основные, наверное, 3 или 4 вопроса, о которых расскажу. Первый вопрос – это люди, которые занимаются малым бизнесом, каким образом они могут привлекать средства и каким образом они могут размещать средства. Это первое. Второе – криптовалюты, блокчейн я добавил сам. Да. Третий вопрос, некоторые вопросы о финансовом доме Амаль. И четвертый, это вот как раз вопросы о кредитной карточке халва. Самое первое, начну с того, что часто обращаются и говорят, люди занимаются бизнесом, те, кто занимается крупным бизнесом, у них эти вопросы возникают, но они реже обращаются, наверное, потому что у них есть юристы, и они думают, что у них правильно.
те, кто занимается малым, средним бизнесом, очень часто обращаются и говорят: у нас есть деньги, каким образом мы можем эти деньги, то есть как мы можем зарабатывать, посредством каких договоров. И иногда нам нужны деньги на пополнение оборотных средств, на пополнение основного капитала, на определенные цели. Каким образом мы можем привлекать средства. И я специально разделил, чтобы было более-менее понятно. То есть мы рассмотрим размещение денежных средств. Когда у меня есть излишек денежных средств, или он не излишек, он у меня в бизнесе, каким образом я могу эти деньги размещать, чтобы зарабатывать на них деньги. И второе – это привлечение денежных средств. Самое первое насчет размещения денежных средств. Те, кто занимается в сфере торговли, они, естественно, знают, что, каким образом они зарабатывают. Они покупают что-либо, на стоимость покупки делают определенную наценку, учитывая свои расходы, и продают. Если они удачно оказались, то есть удачно провели свою маркетинговую, скажем, стратегию, сделали рекламу, угадали правильно с ценой, и товар оказался востребованным, они начинают зарабатывать деньги. Если же это не происходит, то приходится искать другие альтернативные методы, как этот товар, который остался у них в руках, его реализовать. И вот тогда возникает такой вопрос: а могу ли я этот товар продавать в рассрочку? Потому что товар востребован, товар нужный, но люди, которые его потенциально могут взять, у них нет средств. И могу ли я продавать в рассрочку? Вот один из методов, посредством которых люди могут свои деньги размещать и зарабатывать, это продажа в рассрочку. При этом очень часто слышу от братьев, говорят: в рассрочку, если продаешь, цену нельзя увеличивать. Среди основной массы ученых во всех 4 мазхабах об этом практически, я говорю практически, никто не говорил. Потому что все дозволяют увеличивать стоимость, если происходит рассрочка. И даже есть книга, которая называется «Стоимость времени в договорах во всех мазхабах». То есть все мазхабы понимают, что время, оно стоит денег. Поэтому говорят, что сегодня 10 рублей – это лучше, чем завтра 10 рублей. И это в книгах по фикху во всех мазхабах упоминается. И, следовательно, а те, кто говорят, что нельзя, откуда они берут? Да, они говорят, пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил 2 сделки в одной. Да, то есть он запретил устанавливать 2 сделки в одной и начинает толковать, говорить, что он запретил увеличивать стоимость какого-либо товара, если ты его продаешь и сейчас, или продаешь в рассрочку. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил 2 сделки в одной. В толковании этого хадиса есть 4 толкования этого хадиса. Одно из которых говорит, что запрещено устанавливать на один и тот же товар цену сейчас, когда ты платишь единовременно платежом, кто оплачивает покупатель, или в рассрочку, да, увеличенную стоимость. И при этом заключать договор вот сразу так же. То есть в договоре указана сумма, то есть стоимость данного товара 100 рублей при оплате единовременно, или 120 рублей при оплате равными частями в течение 4 месяцев. И заключить договор такой, и ударить по рукам, вот это вот запрещено. Потому что здесь реально получается 2 сделки в одной, и какая из них, на какой из них остановится и покупатель или продавец в итоге, неизвестно. И вот здесь возникает вопрос, о котором говорил Райхан Хазрат, гарар, да, неопределенность. Покупатель уходит, забирает товар и уходит. Продавец думает, что ему деньги отдадут сейчас, а ему деньги не отдают. Отдают через 4 месяца. И вот здесь, так как есть неопределенность, покупатель оплачивает сейчас или выбирает 4 месяца, на одной из этих сделок не останавливается, а условия сделки включают оба вида стоимости. Вот здесь из-за неопределенности в договоре такая сделка запрещена. Но если же я как продавец вижу, что товар востребован, но не могу, его не могут купить по причине того, что он, целевая аудитория
не располагает деньгами, но она в рассрочку готова это купить. Я могу увеличить определенную, сделать какую-то надбавку и увеличить стоимость товара по причине рассрочки. Но есть обязательные условия. Если я увеличиваю товар по причине рассрочки, то стоимость договора должна быть окончательно оговорена, сроки должны быть окончательно оговорены, и увеличение стоимости за отсрочку не должно быть. То есть, если я заговорился, что полгода, и сказал, что стоимость этого товара 130 рублей за полгода, то я уже не имею права увеличивать стоимость, так как в противном случае получается ростовщичество, получается риба. Если же человек придет раньше платить, он все равно мне должен по договору 130 рублей. Скидку сделать или не сделать, это мое право. Но если он заключил договор, твердо установлена сумма договора, твердо установлен срок, то после этого я не могу увеличивать стоимость договора, и он должен в сроки, естественно, платить. Вот таким образом размещать деньги можно, да, то есть делать рассрочку. При этом очень часто говорят это слово мурабаха, значит, надо использовать мурабаха. На самом деле мурабаха — это одна из сделок, основанная на доверии, когда продавец, есть 3 сделки, основанные на доверии, то есть, это они их на 3 вида разделяют. Мурабаха — это когда человек говорит: вот валлахи, я купил этот товар за 100 рублей и делаю тебе наценку всего 10 рублей. Это мурабаха называется, да? То есть себестоимость продукта плюс определенная наценка. Вторая есть сделка, основанная на доверии, она называется вадиа, это когда он говорит: я, клянусь Аллахом, купил этот товар за 10 рублей, за 100 рублей, но мне нужны срочно деньги, я поэтому дисконт делаю, и вот я тебе за минусом 10 рублей продаю. Да? И третий вид сделки, это называется таулия. Таулия же называется, я же забыл. Таулия, когда он говорит: я тебе купил за 100, я тебе за 100 продаю. И почему почему такая сделка в шариате отдельно оговаривается? Потому что человек другому доверяет на ту сумму, которую он говорит. То есть он верит ему, что он купил за это деньги. И если по каким-либо причинам оказывается, что он купил не за... То есть себестоимость продукта оказывается не тот, о котором говорил продавец, то покупатель вправе потребовать у того человека уменьшение стоимости, если он завысил себестоимость продукта в договоре мурабаха, да, или имеет право расторгнуть договор или потребовать изменения условий сделки, если в них был обман. Это мурабаха, она никак не связана обязательно с продажей в рассрочку. Продажа в рассрочку может быть и по договору мусавам. Мусавам — это когда человек приходит и начинает торговаться. И тогда можно сказать: ладно, обычно я рассрочку продаю за 120 рублей, давай ты уже ты, наверное, со Средней Азии приехал, хорошо торгуешь, давай я тебе за 110 отдам. Это тоже разрешено. То есть один из методов размещения, кроме обычной продажи, при которой человек делает наценку, это продажа в рассрочку, при этом увеличение стоимости за продажу в рассрочку никаких проблем нет. Также человек может размещать средства, да, то есть через договора аренды. Можно покупать какой-либо товар, естественно, обозначать его стоимость для себя, это естественно. Да, купил автомобиль и сдаешь его в аренду. Ты знаешь, что автомобиль стоит 500 тысяч рублей, ты понимаешь, что с учетом износа он через 2 года уже будет стоить не больше 250 тысяч рублей. Значит, тебе, если ты за 2 года готов заработать эти 250 тысяч рублей, то ты можешь его сдавать в аренду так, чтобы получить за 2 года 500 тысяч, то есть вернуть стоимость капитала. Это тоже один из видов договоров, который можно использовать то есть договор аренды, договор сдачи в аренду какого-либо автомобиля, недвижимости, чего угодно. Иногда инструменты тоже сдают. Сейчас эта услуга, в принципе, распространена. Это тоже один из видов договоров, которыми можно размещать свои средства, да, то есть зарабатывать на этом. Отдельно можно упомянуть и такой вид заработка, когда у человека есть деньги, и он размещает эти деньги через партнерские договора. Что значит партнерские договора? Когда он находит партнера, который готов вместе с ним заниматься бизнесом. С такими вопросами обращаются, приходят и говорят:
у меня и у моего друга есть деньги. Как мы можем составить договор и каким образом мы должны эти условия договора прописывать, чтобы все было правильно. Здесь, на самом деле, вот просто это все темы, которые отдельно нужно разбирать довольно долго. И это просто здесь как бы ликвидация безграмотности. Есть партнерские договора, партнерские договора или договора товарищества простого, оно есть в законе такое понятие тоже, да? Условно можно разделить, они делятся на 3 вида, да, в книгах по фикху. Это договора, когда с обеих сторон представляются денежные средства, да, я, например, и Салим Хазрат, например, вместе с ним, он 40 тысяч, я 100 тысяч, покупаем какой-то тот же автомобиль и сдаем в рассрочку, сдаем в аренду. И вот эта арендная плата наша прибыль. Здесь, если обе стороны предоставляют денежные средства, и не всегда они бывают в равном количестве, да, иногда бывает, и одна сторона, то есть 50 на 50 вложились. Иногда бывает, что одна сторона больше, другая меньше. Да, иногда одна сторона работает больше, другая сторона работает меньше. Вот здесь есть такое правило, основное правило. Убыток, запоминаем про убыток. Убыток всегда в соответствии с вложениями, пропорциональным вложением. Если я вложил 50%, и мой партнер вложил 50%, значит убыток делим пополам. Если я вложил 30%, мой партнер 70%, значит убыток делим в такой же пропорции. То есть, если, например, из миллиона я 300 тысяч вложил, а он вложил 700 тысяч, и по итогам деятельности мы потеряли 200 тысяч, осталось 800. Как будем делить? Он говорит, я 700 забираю, остается себе 100. Ну, это несправедливо. Да? И получается так, вот я из 300 тысяч, все 3 тысяч теряю 90 тысяч, это моя доля там убытков, да, если это 30%, ну, грубо говоря. А он из своей доли теряет там 210 тысяч. И вот в итоге эти 300 тысяч или там 110, вот сколько я вложил, сколько он вложил, смотрим и пропорционально убыток рассчитываем. И стороны не могут договариваться, что убыток будет рассчитываться по-разному. Если они внесли средства, убыток всегда рассчитываться должен пропорционально вложениям. Теперь вопрос о прибыли. Обе стороны вложили равные доли. Прибыль может быть равная, может быть прибыль того, кто больше работает, или который предложил бизнес, у которого есть хорошие идеи, его прибыль может быть больше. То есть, если они 50 на 50 вложили, одна сторона может 60% от прибыли получать, другая 40%. Или наоборот, одна сторона вложила 30% от капитала, вторая 70%, но первая сторона работает, основную работу проводит она, то она может получать 50% от прибыли, может и 60%, может и 70%, так как договорились. Прибыль в соответствии с договором, убытки в соответствии с вложениями. Это основное правило партнерства, когда с обеих сторон люди вкладывают деньги. Его называют муфавада, оно бывает муфавада, это когда обе стороны доверяют друг другу. Есть вид, который называется айнан, когда обе стороны в равном количестве и равно располагаются. То есть, когда они равны во всем. Этого практически не бывает. Бывает именно муфавада, когда одна из сторон больше, другая из сторон меньше. Ну, это вот суть договора, когда люди деньгами вкладываются. Другой вид, когда, я уже раз о партнерстве говорим, другой вид партнерства – это партнерство в долговых обязательствах. Мне доверяют люди, да, там, Райхан Хазрату доверяют люди. Я говорю, Райхан Хазрат, вот мне доверяют люди, и у них мы можем взять, скажем, не будем нефтехим брать, да, и не будем это, возьмем какой-нибудь другой, да, производство, там, макарон. Макфа доверяет мне, она может мне отгрузить там 20 тонн макарон с отсрочкой платежа. Они мне доверяют. Я говорю, хорошо, давай открываем магазин и продаем эту макфу. Хорошо, возникает вопрос, а какие обязательства? Денег мы не вложили. Мы вложили в то, что в нас верят. Да, наш имидж. Мы вложили
имидж, вложили доверие людей в нас. Теперь мы вместе переговариваемся. Ты готов 50% от долга, если что-то на себя взять? Да, готов. Нет, я не готов 50, я готов только 30%. Вот здесь, в соответствии с тем, кто каждая сторона сколько может на себя взять долга, в соответствии с этим и убытки делятся, если убытки. Потому что каждая сторона, взяв на себя часть долга, да, то есть один говорит, 40% от долга я готов. У меня есть земля, я ее могу продать, я отдам. Вот эти деньги, которыми я могу, например, это. Вторая говорит, ладно, 60% я беру на себя. И вот если будут убытки, то есть долги, они должны делить в соответствии с договоренностями по долговым обязательствам. Если же прибыль, они могут прибыль делить так, как договорятся, опять же. Это вот партнерство в долговых обязательствах, так скажем, да? Или его называют шарикат аль-вуджух, шарикат аль-димам, разные названия есть. Третий вид партнерства – это трудовое партнерство. Это когда люди сколачивают бригаду и говорят, будем работать, разную работу каждый делает, делим прибыль, как мы договариваемся. Там, естественно, разделение убытков, там как таковых убытков нет, но если получаются убытки, действительно, там тоже должно это оговорено быть, потому что если, например, я штукатурю, а кто-то проводит электрику, и в итоге по причине того, что он неправильно провел электрику, приходится всю штукатурку сбивать, и это расходы на нас ложатся, то, естественно, здесь уже та сторона, которая оказалась виновной, это может быть на нее возложено, или как стороны договорятся. Но это третий вид партнерства, оно это трудовое партнерство. Иногда эти партнерства не бывают в чистом виде, вот так раздельные. Иногда бывает, кто-то принес инструмент, кто-то еще деньги вложил немножко, и партнерства, разные сочетания могут быть. Это одно другому не мешает. Вот разделение, это условное разделение в шариате. Иногда бывает, что люди и деньги вложили, и долг берут, да, то есть долговые обязательства на себя берут. Эти все партнерства могут быть смешанного типа. Но основные условия, которые шариат положил в отношении них, они должны соблюдаться. Это в отношении того, что как можно деньги размещать. Как привлекать деньги? Тоже один из методов привлечения денег – это партнерство. Когда люди, у них не хватает денег, они с другим заключают договор партнерства, тот же самый, о котором я говорил. Таким образом они привлекают деньги. Второй вид – это когда они привлекают деньги, у них есть идея, у них есть проекты, и они знают, как эти проекты реализовать, но у них нет своих денег. И вот тогда возникает такой договор, как договор доверительного управления. Да? В шариате его называют мудараба. Я говорю, дай мне кому-нибудь, да, вот у меня есть идея, я знаю, как, например, продавать снег, который сейчас лежит, как его заморозить там, и продавать, как прошлогодний снег. Я уже просто как пример привожу. Я говорю, давайте будем это делать кому-то. Я его еще красить буду, он разноцветный будет, и люди будут хорошо его разбирать летом, когда снега нет. И прошу человека деньги. Он говорит, ладно, хорошо, мне идея понравилась, давай будем это делать. И он мне, это я как пример привожу, не считайте, что это правильно, там, да, или надо этим заниматься. Ну, чтобы не заснуть совсем, потому что уже довольно долго все говорят. Он мне дает деньги, я начинаю там покупать тару, начинаю выбирать там поставщиков снега и все остальное. И в итоге я летом реализовываю товар, получаем прибыль. Вот если получается прибыль, то вначале давайте об убытках. Прибыль, она может прийти, может не быть. Убытки в договоре доверительного управления в соответствии с вложениями. То есть тот, кто вложил деньги, он убытки, риски по убыткам несет на себе. Я, вкладывая свои усилия, средства, время, теряю вот это то, что я вложил. Поэтому он не может сказать, Булат, половину денег ты мне должен будешь. Нет. Если я половину денег должен, или я беру деньги и говорю, я тебе в любом случае выплачу, прибыль делим пополам, а в любом случае выплачу, то в этом случае я договор превращаю в ростовщический. Очень часто обращаются, не понимая условия мудараба, да, условия доверительного управления. Если я взял деньги, и моей вины не было, да, то есть я должен был купить товар, я купил товар. Он надлежащего качества я проследил.
пути ехали, что-то случилось, да, фура перевернулась. Это не моя вина. С водителя ничего не спросишь, умер. Бывает такое. Я знаю человека, который торговал полиэтиленовой крошкой, водитель увез его крошку в другому человеку. То есть там явно было просто он купил у Оргсинтеза, повез крошку, должен был повезти его покупателю. А водитель повез не его покупателю, а в совсем другой конторе. Сдал эту крошку там. Теперь надо же, водитель же все-таки какие-то договора есть, с водителем надо начинать судиться. Только начали судиться, водитель умер. Такое произошло. Здесь вины, например, моей нет. С товаром что-то произошло. Да? Наводнение, те вещи, которые я не мог предусмотреть, и в которых моей вины нет. И произошел убыток. Или стоимость на рынке изменилась. Сахар, он то увеличивается, то уменьшается в стоимости. В магазинах он примерно одинаковый. А оптовые торговцы сахара, они знают, что сахар, например, сегодня стоит в Краснодаре 27,70, завтра он может упасть на рубль 2-3. Тот, кто оптом продает по 1000 тонн, он понимает, что это убытки большие или прибыли большие. Да? И вот в случае, если случается убыток и моей вины нет, то вот этот убыток несет на себе тот, кто дал мне деньги, да, инвестор, в пределах своих денег. В пределах своих денег. Если же я виноват, я надлежащую охрану товара не обеспечил, знал, что это скоропорт, не взял рефрижератор, а меня нанял обычный, чтобы дешевле было, то в этом случае я отвечаю за капитал, который взял, и я должен его возместить. Капитал, не прибыль, а капитал. Получается, я взял 100 рублей, я должен вернуть 100 рублей. Потому что в этом случае была моя вина. Если же моей вины не было, то я должен... Мы делим лишь прибыль, а убытки мы делим, я теряю свое время, свои усилия, а тот, кто вложил деньги, он теряет средства. Иначе получается, что он дал мне в долг и еще получает прибыль. А как Салим Хазрат сказал, да, если он дал в долг, а еще сверху долга еще что-то получает, то это уже риба. Поэтому обязательно договор мудараба, доверительного управления, это когда мне дают деньги, и риск убытка лежит на инвесторе. Я теряю свое время, свои усилия. Это второй вид, каким образом можно привлечь средства, да, когда кто-то хочет в бизнес привлечь. Иногда бывает так, что у меня есть часть денег, а часть денег нет. Часть денег я могу привлечь, а человека в бизнесе я не хочу, чтобы он управлял. Есть некоторые люди, у них есть деньги, и они хотят еще управлять, но они не понимают в этом бизнесе ничего, они могут только навредить. Тогда я тоже говорю, хорошо, я твои деньги беру, я твои деньги смешиваю со своими, но все равно этот договор остается мудараба, потому что ты не становишься партнером. Я полностью распоряжаюсь этими деньгами, я сам по своему усмотрению все делаю. Ты мне не имеешь права вмешиваться и диктовать. Ты мне можешь ограничить, вот в договоре мудараба можно ограничить там, деятельность, ограничить время, да, но входить в управление и распоряжаться тот, кто деньги дал, не имеет права. Не имеет права. Иначе получается за итоги деятельности он отвечает, и если убытки, то и мне обидно, потому что он неправильно сделал. Здесь он не имеет права, он не должен вмешиваться. Я могу со своими деньгами смешать деньги инвестора, но договор мудараба останется. Если будет убыток, то он пропорционально вложениям будет. Пропорционально вложениям. Еще метод привлечения денежных средств есть такой продукт, как купля-продажа чего-либо в рассрочку. Мне нужны оборотные средства. У меня есть деньги, но мне нужны оборотные средства. Мне нужно закупиться, например, сейчас, так скажем, мне нужно закупиться нефтепродуктами для того, чтобы начать посевную деятельность. Мне деньги просто так никто, естественно, не даст. Кредит в банке я не возьму. Салимджан Хазрат сказал, все, теперь я после этого ни за что не пойду. И до этого тоже. Каким образом я могу? Я могу купить тот же самый продукт, да, топливо в рассрочку.
или с отсрочкой платежа, что я отдам деньги через полгода. Это финансирование оборотной деятельности, финансирование оборотного капитала. То есть таким образом можно привлечь деньги. Можно купить товар, который нужно в процессе деятельности. Таким образом можно привлечь. Это тоже пополнение оборотных средств. И зачастую, про Амаль будем говорить, Амаль очень много финансирует бизнес в его оборотных средствах. К нам приходят предприниматели, говорят, нам нужно такое-то оборудование, такое-то оборудование, такое-то оборудование. И мы покупаем его и перепродаем в рассрочку, но, естественно, с установленной наценкой, когда покупатель знает величину наценки, потому что если слишком дорого, он пойдет в Сбербанк, как об этом было сказано. Поэтому мы величину наценки указываем, говорим, вот она будет 21%, например, И таким образом он знает, это называется мурабаха, то есть он знает величину наценки, он знает, сколько себестоимость товара, который покупается, и величину наценки. Поэтому это называется мурабаха, то есть продажа с определенной величиной наценки. И он рассчитывает свою доходность своего бизнеса, или приходит, или не приходит. Тот, кто берет потребительские, под потребительские цели, там он тоже, естественно, рассчитывает, но бизнес он лучше умеет считать. На самом деле бизнесмены — это люди, которых надо уважать, потому что они кормят тех, кто не является бизнесменами. Вся страна кормится на бизнесменах. Все структуры, которые сидят и создают только препоны, они кормятся на бизнесменах. Бизнесмен — это очень, очень тяжелое занятие, которым заниматься тяжело и которым приходится легче у кого-то устроиться на работу и работать у него, чем быть бизнесменом. Это один из факторов производства, который является, наверное, основным фактором производства. Поэтому таким образом можно пополнять оборотные средства, то есть привлекать денежные средства. Кроме этого, естественно, можно брать в долг, давать в долг, естественно, без процентов. И, к сожалению, это в последнее время делать все сложнее и сложнее, потому что люди считают деньги, и в этом винить всех нельзя. Конечно, если у кого-то деньги просто лежат, и он не дает их, скупясь, это неправильно. Но когда человека берут деньги, и ему не возвращают вовремя, братья же мусульмане, это же и приводит к тому, что он перестает давать деньги в долг, и их из-за этого винить нельзя, и он расстается с деньгами, когда он оценивает риск возврата денег и риск получения прибыли соразмерный, он начинает расставаться с деньгами. А просто так он уже тоже не перестает, потому что вовремя не возвращают. И бывает так, что отдаешь на один день, и потом многие-многие годы не видишь этого человека и не можешь его найти. Все намазы читал 5-кратные, все вовремя делает, нафиля читает, постится, а деньги он вовремя не может вернуть. Бывает и такое, к сожалению. Это что касается, каким образом можно малому бизнесу привлекать деньги, каким образом можно зарабатывать, размещать деньги. Второй вопрос — криптовалюты, блокчейн, что это такое? Договоритесь, что это такое, или биткоин? Нет, биткоин, чтобы понять, что такое биткоин, надо понять, что такое блокчейн. Потому что одно с другим не связано. Блокчейн — это система фиксации информации посредством определенных блоков, когда каждая транзакция, она фиксируется и создается в один блок. Например, просто пример приведу. Изначально эта бутылка была у Салим Хазрата, Потом он передал ее Фаниль Хазрату. Это фиксируется. Потом я взял. Это фиксируется. И после этого, то есть эти все переходы, они фиксируются. И пока вы не увидели, что эти переходы произошли, я не могу передать Райхан Хазрату. После того, когда я начинаю передавать, и все говорите, да, все нормально, я ему передал. И это все, эти переходы, они собираются в один блок, и создался один блок. Теперь дальше следующим людям даем эту бутылку, к примеру. Это тоже, там несколько человек провели транзакции, тоже создался блок. Кто эти блоки создает? Откуда создаются эти блоки? Эти блоки создаются теми, кто в своих компьютерах начинает решать задачу по расшифровке определенных ключей. И каждый раз, когда
задача решается, создается определенный блок, в котором видно, куда эта бутылка ходила. То есть здесь обеспечивается что? Обеспечивается прозрачность полная. Сразу известно, у кого эта бутылка была вообще. И все знают об этом. Вот все сидят и видят, у кого эта бутылка была. Вернем ее на место. Это вот что называется блокчейн. Блокчейн — это технология просто фиксации информации. Она сама по себе это просто инструмент. Но другая вещь, которая основывается на этом инструменте, называется криптовалютой. Да, это когда создаются определенные деньги, они создаются самим же вот этим интернет-сообществом, которое включает свои компьютерные мощности, да, вычислительные мощности, и вливается вот в эту технологию. Таким образом создаются вот эти вот деньги. Это я просто упрощенно рассказываю. И вот эти деньги, они фиксируются у кого, сколько они, как переходят. Это все процесс тоже и создания других денег получается. Это все есть в интернете. Это все живет только в интернете. Если отключить электричество от земли, то никто ничего не будет знать вообще. Потому что даже флешку некуда будет ставить. И это вот технология, которая связана с интернетом. Я сейчас не говорю, что это поэтому она разрешена или поэтому запрещена. Просто я говорю данность. Потому что я сегодня покупал, или там несколько дней назад покупал электронный билет на самолет. Так этот билет тоже не существует нигде. Я его только распечатать могу, но если я его не распечатаю, он существует только в цифрах на серверах. Да? И говорить, что его нет, это тоже неправильно. Говорить про эти деньги, что их нет, когда ими пользуются сейчас, не знаю, какое количество населения и капитализация этих денег. То есть эти деньги стали стоить таких величин, да, миллиарды, и говорить, что их нет, я не могу, они есть. В отношении шариата, можно ли пользоваться этими деньгами или нет, сегодня нет одной твердой, ясной для всех и общепринятой фетвы. Есть отдельные дома фетв Палестины и Египта, которые склоняются к запрету. А есть отдельные личности, которые склоняются к запрету. Но когда смотришь на то, что они объясняют, больше они объясняют это тем, что есть неопределенность стоимости в том, как это зарабатывается. И очень часто они говорят не о самой сути вот этих денег, а говорят о том, как люди используют эти деньги. Вот бутылка эта разрешена. Да? Халяль эта бутылка, правильно? Мубах. То есть я ее могу покупать, продавать, могу пойти разбить. Ну, так неправильно делать, да, исраф будет. Но она сама по себе разрешена. Если же завтра вот люди начнут вот эту бутылку скупать, потому что я скажу, что вот кто мне принесет такую бутылку, я у него ее выкуплю за 500 рублей, а на рынке бутылка вот этой воды стоит там 30 рублей, и все побегут скупать эти бутылки, чтобы мне перепродать за 500, и ажиотаж на рынке возникнет, и эти бутылки тут же в магазинах станут стоить уже не 35 рублей, а станут 135 рублей, 235 рублей. То есть они приблизятся к стоимости, по которой я готов выкупать. Тем самым я создам на рынке ажиотаж. И этот ажиотаж будет расти. Кто-то будет говорить, нет, а почему Булат за 500 покупает? Значит, есть что-то такое. Помните, монеты были, да, железные рубли? Говорили, что в них есть золото, это платина или еще что-то, что их стоимость вообще там запредельная, поэтому их начали выкупать, и ажиотаж появился. Хотя это были обычными монетами, да? Никель, кадмиевый сплав или какой-то вот там. Но вот кто-то начнет не за 500, как я установил изначально, а за 700 покупать, видя, что в этом есть какой-то тайный смысл. Да, что-то сакральное заложено. И вот получится такая ситуация, что рынок сам себя подогрел или перегрел, называется, да? Но от этого же вот эта вещь не становится ни халялем, ни харамом, правильно? Вот взаимоотношения, в которые люди входят, они иногда становятся или халялем, или харамом. Когда человек влезает в то, что он не знает, чем закончится, да? Это как раз есть определение гарар. Гарар, как сказал Ибн Абидин, да? Это то,
неизвестно чем, что закончится. То есть это договор, в котором неизвестно, чем вообще он закончится. Поэтому взаимодействие, да, вот сейчас, когда говорят, можно заработать, и вот как в азартную игру начали играть в покупку криптовалют, наверное, все-таки такая вещь, она в отношении покупки для того, чтобы заработать, можно склониться к запрету. Можно склониться. Я не скажу, что это харам однозначно, да, но видя вот эту азартную составляющую, можно сказать, что это азарт, наверное, этим лучше не стоит заниматься. Сам же биткоин, халяль или харам, говорит, на сегодняшний день нет однозначных ответов, поэтому лучше воздержаться. Майнинг то же самое, лучше воздержаться, хотя сказать это харам тоже однозначно не могу. Но лучше от этого воздержаться, пока, скажем, известные ученые, пока академии по фикху не вынесут решение и не скажут, что это нельзя делать. Да? Или не скажут, это разрешается делать, делайте как, взаимодействуйте, покупайте, потому что любой товар, он может расти и уменьшаться в стоимости, но все-таки так, как растет и уменьшается стоимость вот эта вот криптовалюта на сегодняшний день, так вообще ничего не было, да, это исторически таких этих примеров не было. Даже пример с тюльпанами, с луковицей тюльпан, которая в 17 веке была в Европе, это тоже был ажиотаж, который не один раз такое было, много таких этих было афер, это финансовые аферы, которые 1-2 человека начали, а дальше рынок сам себя поддержит. Вот как я с историей с бутылкой. Если я буду покупать эти бутылки по 500, появятся те, которые будут за 600 покупать, не зная даже никакой смысл. А я начал делать это, чтобы вот ситуацию на рынке просто поиграть на рынке, так скажем. Я сам был участником, я сам был свидетелем ситуации на рынке, когда раньше в 90-е годы торговля валютой была запрещена. Но был рынок такой, в Ташкенте, в Узбекистане я рос. Там был рынок алайский, который охранялся милиционерами, и на котором люди ходили и обменивали валюту. Хотя официальная валюта была запрещена к обмену. Так вот, люди приходили и покупали доллары, продавали доллары. И стоимость была каждый день примерно одинаковая. Можно было походить на рынке и купить доллары. Субханаллах, время заканчивается уже. Купить доллары за, там, скажем, грубо говоря, там, за 1000 сомов, а можно было найти за 1050 сомов. Да? И вот на этом зарабатывали. И в один день пришли люди, у которых было много денег, и начали скупать за завышенную стоимость. И все начали быстренько избавляться то есть не избавляться, а люди начали продавать, потому что за завышенную уже продают. Они почти все, что там на этом рынке скупили, И когда у людей почти не осталось денег, они потихонечку начали продавать через своих же подставных других людей, тоже по завышенной стоимости. Те в надежде, что стоимость еще будет дальше расти, купили уже более завышенной стоимости. И получилось так, что они всю валюту, которую у них была на руках, продали, более завышенную стоимость, чем они купили, и оставили людей без денег. Это была чистая вода афера. На этом рынке все под эту аферу повелись, говоря таким жаргонным языком. И в итоге вот так им был. Поэтому там, где есть риски, да, туда лучше не взаимодействовать с этим, это будет неправильно. Что касается финансового дома Амаль. Зачастую возникает вопрос, почему финансовому дому Амаль дороже. Я ответом на ответ, или вопросом на вопрос задам. Челны бройлер халяль дороже, чем обычно, или не дороже? Халяль дороже на сколько рублей? Раньше 5-7 рублей было, да? 10 рублей дороже. Почему дороже? Просто завышает цену. Все-таки резчики, наверное, есть, да? Потому что челны бройлер халяль, каждую курицу режет резчик. Вот, а резчики. Там автомат. Вот резчики режут. А яйца проверяют резчики. Но давайте так. Сейчас нет. Не всегда бренд, потому что резчики это все-таки это дополнительная стоимость. Ладно, не будем об этом говорить, да? На самом деле есть разница между халяль и не халяль в стоимости. Я вам просто скажу, кто-нибудь с налогами сталкивался, знает вообще налоги в коммерческих организациях каким образом? Есть кто бизнесом занимается? А? В бизнесе. Какие налоги в бизнесе могут быть? А? Хорошо. НДС есть, еще какой? Налог на прибыль есть.
Все, основные два налога, да, с которыми сталкиваются те, кто занимается бизнесом. Это УСН, это отдельная вещь. Это фонд оплаты труда, это не налог, а это то, что надо платить. И вносить еще страховые, ну, это УСН, да, там это. Да, УСН это называется, да, 43%. Это не относится непосредственно к коммерческой деятельности. Если человек ИПшник, он не будет это платить. Если он платит в пенсионную, но это таким образом он не платит. Так вот, смотрите, когда я что-то покупаю, да, и перепродаю это, да, вот я купил бутылку за 100 рублей и продал ее за 120 рублей. Есть такой налог, который называется налог на прибыль. Налог на прибыль. Его величина какая? 20%. Вот 20%. Я купил за 100, продал за 120. Я должен заплатить сколько рублей? 4 рубля. Нет. Если 20, то я вообще не буду заниматься этим. Зачем мне это? Налог на прибыль. Налог на прибыль. Да, если это доходы минус расходы, ну, прибыль не может оказаться. Я упрощенно говорю, 20 рублей. С 20 я должен 4 рубля заплатить. Вот смотрите, обычный банк, когда он дает кредит, он дал 100 рублей, он никакой налог не платит. Он налог на прибыль заплатит, но только когда? Вот ему из этих 100 рублей вернули 10 рублей. Да, 10 рублей, в которых там есть тело, сумма кредита, есть проценты. Вот с этих процентов он заплатит 20%, когда получит первый платеж. Он получил первый платеж 10, я упрощаю опять же. Получил он первый платеж 10, из них процент там 5 рублей пусть будет, да, он с этих 5 1 рубль платит налог, остальное к нему зашло. Второй платеж получил, третий платеж по кредиту, он с этого платит налог. Теперь Амаль что делает? Амаль купил предмет за 100 рублей, продал за 120 рублей. Первоначальный платеж получил 20 рублей. Теперь есть же сумма продажи. Налоговый приходит и говорит: вы продали товар? Да. Налог заплатите. Почему налог вы должны платить? Вы же продали товар. В тот период налоговый, в который вы продали товар, вы должны заплатить налог на прибыль на всю сумму договора. То есть мы уже должны 4 рубля заплатить, а мы еще не получили с этого человека, кроме вот этих первоначальных взносов, ничего не получили. Теперь возникает вопрос: а если мы вообще с него не получим? А налог мы уже должны заплатить. И потом есть те, которые приходят к нам и говорят: мы к вам вклад принесем, какую часть мы прибыли получим? Мы говорим: хорошо, мы вам заплатим там 60% от нашей прибыли, от чистой прибыли. Они говорят: сколько это будет? Мы говорим: 60%, если мы сейчас будем продавать с наценкой меньше 20%, то это будет 8-7%. Они говорят: субханаллах, я в Сбербанке гарантированно получаю 8%, а вы мне 8-7% с рисками того, что еще убытки могут быть. Это же договор мудараба. И вот возникает такая дилемма, да? И этих братьев, которые деньги принесли, их надо, чтобы их устраивало то, чем мы занимаемся, да, их прибыль, которую мы им будем приносить. И этих братьев, которые говорят: что у вас так дорого? При том, что на нас налоговое бремя более высокое, чем в банке. Поэтому это реальная, объективная причина, почему в финансовом доме Амаль наценка больше, чем в обычном банке. Кроме того, что еще надо выезжать, получать этот товар, принимать его и передавать. Менеджер должен этим еще заниматься. Вплоть до того, что если мы покупаем в Кемерово, мы поедем в Кемерово. Если покупаем, у нас ребята менеджеры, я им иногда не завидую, но они полстраны уже объездили. В Питер 3 или 4 раза ездили, я вот один раз только был. И то на один день съездил. Они уже все полстраны знают. В Сочи даже ездят, чтобы сделки проводить. Покупать кран и отвозить в Сочи, да, с Новосибирска. То есть реальные расходы, которых нет ни в одном банке. Поэтому, и потом банки, они берут, там, у них деньги, они могут брать деньги под ставку рефинансирования. У них методы привлечения, и они вообще, у них очень большие деньги. У нас деньги мусульман, которые нам доверили, которые приносят деньги, да, в финансовый дом Амаль. Поэтому такая объективная реальность есть. Теперь, что касается продукта халва. Да,
такого рода есть продукт, сейчас он разработан. Каким образом этот продукт реализовывается? Есть Совкомбанк, который говорит, они давно хотели, они это сделали. Они говорят, мы хотим зарабатывать не на том, кому деньги даем, а на том, кто использует, кому эти деньги потом переходят. Они сделали кредитную карточку, по которой выдают кредит. Получаешь кредит, в обычной ситуации у них там он льготный период, потом есть обычный период, где платишь проценты. В том, что было разработано для них, есть период, в котором надо закрыть договор. И за этот период никакие проценты не возникают. Если человек не оплачивает и начинает тянуть, вот там возникает штраф, но который, опять же, в соответствии с стандартами, шариатскими стандартами, которые разработаны организацией АЙОФИ, как метод воздействия, да, и про метод воздействия еще должны сказать, как метод воздействия, то эти штрафы уходят сразу в благотворительность. Да, это дозволили такие стандарты. Оставили лишь это. Теперь у вас возникает вопрос, а где банк зарабатывает? Банк зарабатывает на том, что он оказывает услугу с теми, у кого есть договоренность, он приводит им клиентов. И эти клиенты приходят, покупают, они не переплачивают. Там в договоре даже с продавцами у них условия есть, что стоимость товара для клиентов вот этого продукта, она должна быть такая же, как и стоимость для всех остальных других. То есть они не переплачивают там, они не переплачивают здесь. Все вовремя происходит. А комиссию банку платит продавец. И, кстати, это мысль, которую в современном финансовом мире пытались развить некоторые люди, да, которые они назвали позитивный банкинг. Они говорят, зачем банки на потребителей, да, тот, кто берет в кредит, почему на нем зарабатывают? Почему бы заработок этот не разделить на всех, кто в цепочке? Да, когда, например, ко мне обращается, я банк, к примеру, ко мне обращается организация «Строитель». Я говорю, хорошо, я отдам тебе беспроцентный кредит. Я тебе дам беспроцентный кредит, закупайся, покупай арматуру, бетон, все остальное. Я тебе укажу, у кого покупать. Да? Я с ними договариваюсь, говорю, вы мне платите комиссию за то, что я вам клиента привожу. Комиссию небольшую. Да? Он говорит, и тем, кто продает арматуру, я, скажем, привожу этого клиента, которому я даю кредит. Они же ко мне приходят и говорят, продавцы арматуры, нам деньги нужны на оборотку. Я говорю, хорошо, я вам дам без процентов деньги на оборотку, но вы покупаете там с заводом. И я с заводом составляю договор. Потом человек, которому нужно построить дом, я ему говорю, я тебе дам беспроцентный кредит, чтобы ты построил дом. Вот есть такие люди, с которыми можно, например, взаимодействовать, они тебе будут. И вот этот прибыль банка можно разделить на много-много частей, и при этом не пострадает конечный потребитель кредита, так скажем. Потому что всегда у нас в ситуации с банками и кредитами страдает тот, кто берет в кредит. За все платит он. И при этом даже когда он покупает, в разницу надо почувствовать, когда он покупает в Сбербанке за не 16, пусть будет за 8% годовых, да, и он допускает просрочку, то этот кредит у него растет и растет, растет и растет. И очень часто система банковского кредита устроена таким образом, что ты вначале обслуживаешь долг. Ты не гасишь сумму долга, а ты гасишь вначале проценты, потому что у них есть такая система, которая называется аннуитетные платежи. Это тоже людям надо вообще знать, всем, да, что каким образом устроены платежи в банках. И, к сожалению, не знают, и потом через полгода приходят, говорят, мы не можем платить, а им говорят, вот ваша сумма по кредиту, которую вы брали, да, скажем, 1 миллион, сумма по кредиту 1 миллион. Они говорят, мы же платили все это время. Так вы платили проценты, а сумма осталась. Давайте платите сумму по кредиту. И получается, что банк отбирает потом уже то, что отдал, и еще человек очень часто должным остается. Эту разницу чувствует тот, кто не может выплачивать. А в ситуации с исламскими банками такие вещи не возникают. И тогда последний вопрос. Каким образом можно взаимодействовать на должников? Вот люди строят бизнес, хотят
что-то давать в рассрочку, с отсрочкой платежа. Что можно делать с должниками? Есть понятие обеспечительные договора в исламе. Это такие договора, как поручительство, когда я говорю, приведи мне 2 поручителей, которые обязуются за тебя выплатить. То есть, если ты не сможешь выплатить, эти поручители заплатят за тебя сумму основного, сумму долга, так скажем. Это первый вид. Второй вид – это залог. Залог – это то, что разрешено. И Аллах Та'аля в Коране, в суре, в аяте о долге говорит, но если вы в путешествии и не можете найти того, кто может написать, да, фариханум махбула, то берите в залог. То есть можно взять что-то в залог. Этот залог можно зарегистрировать, никаких проблем нет. Можно указать, каким образом этот залог можно реализовывать и как сумму долга закрывать. То есть инструменты в принципе есть. Инструменты в принципе есть. И если вы не банк, да, у банка просто свои эти правила, и у него есть регулятор, который следит за ним. То если вы не банк, а вы бизнесмен, который занимается бизнесом, то у вас инструменты более шире и возможности лучше. Главное, что их надо искать, да, и как Аллах Та'аля сказал, тот, кто боится Аллаха, тому Аллах Та'аля сделает выход. Очень часто мы не ищем выход, мы ищем оправдание своим действиям. Ладно, на этом, наверное, завершим. Джазакаллаху хайран, Булат Хазрат. Просто у нас Булат Хазрат не каждый день приезжает, и поэтому и круглый стол у нас не каждую неделю проводится. Поэтому 5-10 минут буквально до азана, хорошо? Немножко сабр сделаем. Просто вопрос тут задали, да, вот, есть ли риба в социальной ипотеке? Там же цена фиксирована на каждый квадратный метр. И второй такой же вопрос, дозволена ли покупка квартиры по социальной ипотеке через Госжилфонд РТ? Там идет проценты на квадратный метр. Вот Булат Хазратай. Увеличение стоимости на квадратный метр. Микрофон. Да. Увеличение стоимости на квадратный метр – это увеличение суммы кредита. То есть вам продали в рассрочку и сказали, что вот вам жилье, берите его, но вы нам должны. Вы должны вам в квадратных метрах, сумма которых увеличивается с каждым месяцем. То же самое, просто название другое. И здесь же вопрос есть о жилищном кооперативе, там то же самое практически происходит. Поэтому пока нет еще до конца разработанного чего-либо, о котором можно было сказать. Вот просто вопрос я прочитал. Поэтому соципотека, Госжилфонд и жилищные кооперативы, это получается риба, да? Да. И еще вопрос, разрешается ли по шариату банковская гарантия при участии в тендере? Банковская гарантия – это, если вот разбирать, как раз это один из видов обеспечительных договоров, договор поручительства. Когда Райхан Хазрату говорит, Райхан Хазрат, будьте добры, вот когда я у кого-то покупаю рассрочку, скажите, что вы заплатите за меня. И он говорит, хорошо, я заплачу. И вот получается так, он еще не заплатил за меня, да, он не заплатил, он только обещал, или он обязуется заплатить за меня тому, перед которым я буду должен. Теперь возникает вопрос, взять в долг у него, чтобы заплатить кому-либо, можно за определенную плату или нельзя? Взять в долг за плату можно или нельзя? Нельзя. Хорошо. А обещать взять в долг за определенную плату можно? Тем более нельзя. То есть брать деньги за то, что я дал деньги, нельзя. А брать деньги за то, что я обещаю, что дам деньги, тем более нельзя. Потому что банковская гарантия – это обязательство банка, что он заплатит за участников тендера, если он сам не заплатит. И получается так, банк обязуется и за это берет 3% за стоимость банковской гарантии. Поэтому с точки зрения шариата это не разрешено. Райхан Хазрат, у тебя тут тоже вопросы были, прочитай, пожалуйста. На площадке Алиэкспресс есть условие. Короче, есть такое условие, что если ты покупаешь что-либо и в течение 60 дней тебе этот товар не доходит, то они тебе возмещают деньги. Сам договор, он действительно возникает вопрос. Я сам сталкивался с такой ситуацией. Это не на Алиэкспресс, а на eBay. Есть понятие кейс. А ты открываешь, говоришь, мне товар не дошел. И тебе продавец возмещает деньги. А товар тебе приходит в итоге. Чуть позже. Да. Или он отправляет второй товар, и тебе 2 товара приходят. Вот здесь вот ситуация на самом деле иногда сложно бывает. Иногда невозможно объяснить, что тебе товар пришел. У меня была ситуация самого. Поэтому говорю. Я им говорю, я пишу, я вам деньги отправлю, не надо мне ничего отправлять, товар мне пришел. Мне второй раз отправляют товар. Но здесь вот, не знаю, этот товар,
отдать кому-нибудь, как благотворительность. Или, например, бывает так, что ты деньги уже не можешь никак отправить, да, ну вот такая ситуация. Тогда, наверное, все-таки, так как это право третьего человека, это вот, если проводить аналогию с тем, кто, например, взял в свое время деньги незаконным путем у кого-либо и не знает, как ему это вернуть уже, то он от его имени как садака должен дать. Да? Здесь, наверное, один из методов избавления денег, эти деньги просто отдать от имени того, как садака. Пусть это верующий, неверующий, в любом случае. Да, то есть как садака от его имени избавиться от этих денег. Что не совсем правильно, наверное, будет, потому что это незаконное обогащение. Магазин «Пятерочка» выдает карты для накопления баллов. Да? Это кэшбэк, который выдает сам банк, проблем нет. То есть он говорит, от стоимости товаров я тебе буду делать скидку, которую ты можешь там обменять на какой-то товар. Это полностью это как бы обещание продавца, и он говорит, например, приходи каждый день, покупай у меня хлеб, если ты накопишь там 100 буханок хлеба ты купишь, то я 101 я тебе дам бесплатно. Ты каждый день так и так ходишь, покупаешь. И если ты купил, не ради того, чтобы 101 получить, а ради того, чтобы 101 получить, в принципе, смысл покупать 100 буханок хлеба нет никакого, да? Так же, как и нет смысла покупать бензин, только чтобы участвовать, потому что все равно тебе бензин нужен. Вот когда ты выбираешь именно эту заправку, вот тогда вопрос возникает. То есть пользоваться можно, проблем нет. Кэшбэк-сервисы, с ними надо разобраться, это еще вопрос такой долгий. Можно ли продавать товар, которого нет у тебя, но есть у поставщика на складе, при этом взяв у покупателя предоплату? Этого делать нельзя. Да, то есть продавать то, чем не владеешь, нельзя, неправильно. Можно, здесь есть другой выход. Здесь есть выход, что ты заключаешь с поставщиком договор о покупке товара, его забираешь с последующей оплатой, а потом продаешь. Это один из видов. Или ты становишься его агентом. Да, он говорит, продавай с моего склада без проблем. Я тебе даю полномочия продавать с моего склада за какую-то там, я не знаю, комиссию. Тогда ты продаешь товар, который у тебя нет, но он у тебя нет физически, но у тебя есть он хукман, юридически, так скажем, да, то есть ты имеешь право распоряжаться им. Тогда это будет правильно, и это один из выходов, как можно таким образом делать. Где начинается нарушение авторских прав, манда, это очень долгий разговор, наверное. Тоже такой вопрос задали. Человек, Булат Хазрат, человек хочет сделать ремонт дома, и для этого он хочет купить в рассрочку машину, а потом продать и на полученные средства сделать дома ремонт. Он хочет дома сделать ремонт. Да. И для этого он покупает в рассрочку машину, продает ее, и сразу же продает ее, чтобы получить деньги, и потом уже на эти деньги сделать ремонт. Можно так сделать? Если то есть человек покупает какой-то товар с рассрочкой и продает его не тому, у кого он продал, и это не организовано тем, кто он продал, да, то это называется обычный товаррук, то есть это обналичивание какого-либо товара, превращение в денежные средства. Из 4 мазхабов практически все это дозволили, да, кроме некоторых ученых. Шейх ислам Ибн Таймия, да, и Ибн Каим запретили это. Но все другие последователи хамбалитского мазхаба, из которых они являются, да, выходцами, и все другие мазхабы этот договор разрешили при условии, как я сказал, если тот, кто продает, не организовал последующую покупку, да, то есть если он же купил обратно, то это называется аина. Это запрещено практически всеми мазхабами, кроме шафиитского, и то при определенных условиях. То есть если я продал товар в рассрочку и тут же его за наличные, за меньшую стоимость выкупил, тогда на самом деле товар можно было и не продавать, и это что-то делать, а можно было просто деньги под проценты дать. Но когда я продаю товар какой-либо, и человек на рынке сам продает за наличные средства, за меньшую стоимость или за ту же самую стоимость, проблем нет, и оказывается мне должным, то в этом случае это разрешается. Они на Западе, они не у нас. У нас вообще, во-первых, надо смотреть, как они там работают, да? Мы сейчас говорим. Смотрите, есть понятие законодательства, да? В каждой стране свое законодательство, и сейчас говорить в общем это сложно. И мы просто уйдем в область как бы теории. Надо практику смотреть. Практика. Вы знаете, как они делают? Знаете, какое у них законодательство?
Я тоже знаю, как по шариату сделать, но я не знаю, как сделать по шариату в России. Знаете, вот вопрос такой. Сколько можно накручивать на товар? Смотрите, иногда возникает вопрос, можно ли товар продавать там с наценкой 100%, 200, 300, 400. Товар можно продавать, если человек купил за какую-то стоимость, продавать можно, делать наценку можно хоть какую. Хоть какую, все это регулирует рынок. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда к нему пришли и сказали, в Медине цены увеличились на товар, и к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пришли и сказали: о посланник Аллаха, цены увеличились, установи для нас цену. На что он ответил? Он сказал: воистину устанавливающий цену Аллах, увеличивающий, увеличивает, уменьшает. И я не хочу ни одного из вас в судный день встретить с тем, что я его притеснил в его имуществе или его крови. Да? Он назвал это притеснением установления цены. Хотя, если это справедливо, ученые говорят, если это справедливо и вред касается всех, то это можно делать. Но там была ситуация, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что цены устанавливаются, то есть устанавливает Аллах, он же не спасает своих людей, которым говорит, делать такие-то цены. Устанавливает посредством рынка. На рынке есть понятие спрос-предложение. Если вы установите, скажем, сделаете наценку 500%, и на рынке это нормально, то это нормально. Но если на рынке бывает так, что и 10% это много, и люди не покупают. Поэтому это все устанавливает рынок. Нет таких этих ограничений. Ну хорошо, это следующий вопрос. Вот сейчас в Алиэкспресс появилась услуга, если даешь ссылкой, то тебе, если человек покупает, то тебе начисляются какие-то средства. В принципе, это дозволено, потому что это вот есть понятие самсара, да, это посредничество, да, и есть агентские услуги. Например, если мне продавец говорит: приведи мне покупателя, и я тебе 10% от его покупки тебе дам деньгами, то это разрешается. Поэтому здесь это не риба, это разрешено. Булат Хазрат, вот еще один вопрос. Должностное положение позволяет дополнительно от основной зарплаты получать доход. То есть он работает на предприятии, и он может получить еще больше денег, доход без откатов, без взяток, без явного харама. Дозволен ли такой доход, если это не приносит вреда предприятию, но есть возможность улучшить ее экономическую ситуацию на предприятии, отказавшись изменив ситуацию, связанную с дополнительными доходами? То есть может как-то оптимизировать производство и эти прибыли. Отказавшись от дополнительных доходов? Я не совсем понял тогда. Нет, еще раз читаю. Должностное положение позволяет дополнительно от основной зарплаты получать доход. Угу. Доход без отката, без взяток, без явного харама. Дозволен ли такой доход, если это не приносит вреда предприятию, но есть возможность улучшить экономическую ситуацию на предприятии, отказавшись или изменив ситуацию, связанную со своим дополнительным доходом? То есть модернизация, оптимизация. Все понятно. Я думаю, что я вопрос правильно понял. Человек говорит: я могу еще дополнительно зарабатывать, но если я откажусь, то на предприятии улучшу я ситуацию. Он так говорит. Кто задал этот вопрос? Давай лучше, брат, сам задавай. Так же? Так получается? Так. Он так говорит. Если я откажусь от своей дополнительной прибыли, я ситуацию на предприятии улучшу. Просто пример приведу, такой пример. У меня родственник работал на ПТП, да, им выдают в день 40 литров солярки, допустим, да. Он каким-то образом модернизировал свой автобус, то, что у него вместо 40 литров начал кушать 33 литра, допустим, а 7 литров у него остается в итоге, излишек. Это же неправильно, вы же сами понимаете. Если бы это было правильно, никто бы вопрос не задавал бы. То есть, если это вреда даже предприятию не приносит, как не приносит? Оно приносит. То есть, в принципе, это должны модернизировать и все внести. Другой вопрос, что он может сказать: я могу, например, прийти, скажем, к руководителю предприятия и сказать: у меня есть модернизация, каким образом уменьшить расход топлива, и у тебя будет экономия, посчитать 7 литров каждый день, это 210 литров в месяц, это в год получается сколько литров, да, это 400 с лишним, 460, 450-460, ладно. Он может это сказать: у меня есть модернизация, я просто хочу какую-нибудь справедливую справедливую оплату за свою модернизацию. Можешь же так сказать? Может. Понятно, что могут иногда идти, могут иногда не идти. Я просто как пример скажу.
У моего товарища работал человек, который звали коммунист почему-то. Я их спросил, почему его звали коммунист. А он говорит, когда работал на рыболовном судне, он каждый день, если все там, например, 30-40, например, 30-40 килограмм рыбы очищают, он 50-60 чистил. Но он это делал, потому что ему надо было кормить семью, там, сестер еще этих, он больше на выработку делал, чтобы больше зарабатывать. Так в один день, говорит, его прижали к стенке рабочие и сказали, ты коммунист, еще раз так сделаешь, мы тебя побьем, потому что ты 50-60 сделаешь, а у нас норматив 30-40. И скоро изменят норматив, сделают 50-60. Да, это тоже не, как бы такая-то, не совсем правильная, но норматив-то могут уменьшить, если можно правильно это все использовать. Поэтому, как-то это не... Однозначно, это неправильно вообще. Джазакум Аллаху хайран. Надеюсь, вы сегодня проявили терпение, да? Мы немножко отсрочили намаз, поэтому, Салих Хазрат, завершишь? Дорогие братья, я хочу сказать то, что вопросы никогда не кончатся. Это во-первых. Во-вторых, значит, звезда республиканского масштаба Булат Хазрат Эбез. Как мы только к нему не обращаемся, он говорит, Салих, там у вас такие шейхи сидят. Поэтому мы благодарим Булат Хазрата то, что он отреагировал, приехал к нам. И Аллах берса, в будущем мы будем такие круглые столы проводить. Но есть вопросы, которые мы решаем повседневно. Есть они. И Аллаха шукр, у нас в команде такие серьезные ребята, которые действительно имеют узкую специальность. Да? Мы говорим узкие специалисты, которые могут на вопросы очень серьезные отвечать. Поэтому я вас еще раз призываю, чтобы вы были ближе к нашим хазратам. Значит, чтобы это не было вот так вот стихийно, да, скажем так, собрались и засыпали вопросами. Чтобы это было каждодневно. А самое главное, что я призываю вас как хазрат, как теперь уже имам, что прежде чем что-то вы начали вместе делать, вы, пожалуйста, посоветуйтесь у хазратов. Аллах ризаллахович. Когда вы потом приходите, когда уже проблемы у вас. Когда у вас вы не поняли друг друга, когда там у вас уже пошли проблемы какие-то между собой, это неправильно. До того, как сделать любую сделку, Аллах ризаллахович, придите в мечеть, субханаллах. Посоветуйтесь, насколько она правильна, эта сделка. Подробно договор обсудите, как он делается, составляется договор. И полагайтесь на Аллаха. И тогда, если вдруг возникнут проблемы, вопросы будут решаться намного проще. И смотреть на вас как, я и уже сколько лет здесь работаю, я вас всех люблю, субханаллах, да. Но смотреть на вас порой так жалко, что вовремя не сделанные какие-то шаги приводят к вражде, приводят к, недопониманию, а в итоге там кто-то без денег остался, кто-то там в убытке остался и так далее. Поэтому еще раз благодарю я хазратов. Это такая серия таких у нас, да, круглых столов. Поэтому предлагайте себя, делайте вопросы. Задавайте тон этим круглым столам. Я и говорю, задавайте тон, то есть предлагайте темы, которые вас беспокоят, иншаллах. А мы будем стараться сделать это качественно, правильно и полезно, иншаллах. Субханак ва бихамдик, нашхаду алла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.